Добрый вечер, Республика. В прямом эфире основных телерадиоканалов Башкортостана и в социальных сетях буквально через минуту начнется итоговая пресс-конференция главы нашей республики Радия Хабирова. И прямо сейчас руководитель нашего региона присоединяется к нам в этой студии в Уфимском конгресс-холле Таратау. Мы приветствуем Ради Фаритовича. Здравствуйте, Ради Фаритович. Ну что же, начнем. 20-й год непростой, и вот буквально 2 дня осталось до Нового года, предновогодняя суета, много дел. С каким настроением вы сегодня пришли к нам сюда? Это моя первая пресс-конференция в прямом эфире, поэтому немножко волнуюсь. Настроение в целом хорошее, знаете, вот несмотря на свою определенную, как мне говорят, такой серьезный вид, я неисправимый оптимист, поэтому и мне кажется, хорошее дело мы затеяли. Готов ответить на вопрос. Ради Фаритович, сегодня здесь с нами в конгресс-холле Таратау представители ведущих региональных средств массовой информации. Кроме того, я хочу отметить, что сегодня на протяжении всего нашего эфира мы ожидаем прямые видеовключения из совершенно разных частей нашей республики. Коллеги-журналисты из районных и городских СМИ также смогут сегодня задать вопрос главе республики. Но и это еще не все. Свои вопросы можете задать и вы, уважаемые телезрители, радиослушатели, пользователи социальных сетей. Подробнее об этом расскажет моя коллега Елена Барчаковская, начальник управления главы Башкортостана по социальным коммуникациям. Елена, пожалуйста. Добрый вечер, Ради Фаритович, коллеги и все жители Республики Башкортостан. Сейчас на ваших экранах появится QR-код, на который нужно нанести ваш телефон, и вы сможете перенестись на странички телеканала БСТ, на странички, Ради Фаритович, ваши странички, и можно будет задать главе Башкортостана ваш вопрос. Ну, а на самом деле вопросов уже очень много, потому что мы собирали вопросы за 2 дня до пресс-конференции. Сейчас их у нас уже 1322. Все мы не успеем, естественно, озвучить, но обязательно на них ответим там же, где вы, уважаемые телезрители, эти вопросы задавали. Ради Фаритович, первый вопрос. Почему мы встали, когда вы зашли? Ну, потому что Ради Фаритович Хабиров, высшее должностное лицо, и по протоколу необходимо приветствовать вас, когда вы заходите. Кстати, как вы себя чувствуете, когда мы встаем? Неловко чувствую себя, но есть определенные традиции, не я их придумал, и, наверное, есть какие-то правила. Еще раз говорю, для меня это, я к этому отношусь совершенно ровно. Стоит вставать, не стоит, каждый решает сам. Ну, это просто дань определенным традициям, мне кажется. Ну что ж, спасибо большое, коллеги. Я думаю, что мы начнем. И на правах модератора, как действующий журналист, я позволю себе, Ради Фаритович, задать первый вопрос. Вот мы уже начали говорить про 2020 год непростой. Коронавирус, пандемия, спад в экономике достаточно серьезный. Но неужели ничего хорошего не было? Ведь есть же какие-то достижения, есть успехи у республики. И самое главное, 2021 год. На что мы можем надеяться? Вы наверняка знаете, точно знаете больше, чем мы. Поделитесь секретом. Там есть просвет впереди? Давайте тогда сперва то, что про проходящий год, 2020-й. На самом деле, конечно, он прошел под эгидой борьбы с коронавирусной инфекцией, но он был в то же время очень активный, и, на мой взгляд, было очень много достижений для нашей республики. Вот если начинать, вот я по порядку вспоминать, примерно вот конец 19-го, начало 20-го, вот по пальцам просто идем, мы получили статус геопарка. Это первый в России на постсоветском пространстве статус геопарка Ингантау. Дальше в марте президент Российской Федерации своим указом присваивает звание Героя Российской Федерации посмертно генералу Шаймуратову. Вы помните, вся наша республика 75 лет добивалась этого, и такая несправедливость была устранена. Это был большой праздник для всех нас. А в мае мы получили, после такой долгой и довольно конкурентной борьбы со многими регионами, мы получили статус первой в республике особой экономической зоны. Летом мы неожиданно проявили определенную, я бы сказал, смекалку, что ли, и приняли решение очень быстро построить госпиталь. Это для нас был очень интересный опыт, который получил довольно серьезное развитие. Мы сейчас второй построили. Осенью, вот мы недавно, опять же, участвуя в очень жесткой конкуренции, получили статус Европейского научно-образовательного центра мирового уровня. Вот если перечислять, то картина получается такая довольно плодотворная для нашей республики, и мне кажется, этим можно гордиться. Хотя, конечно, главный рефрен был направлен на то, что самое главное, то, что люди болели и люди умирали.
21 год. Ну, конечно, знаете, мы в унынии жить нельзя вообще. Уныние вообще это смертный грех считается. Поэтому лично я, моя управленческая команда, мы входим в 21 год, знаете, с такой верой и надеждой. Мы верим, что все-таки в 2021 году мы, наверное, придем к такому завершению коронавирусной инфекции. Для этого есть тоже целый ряд оснований, я могу о них говорить. Второе, у нас очень позитивные планы на самом деле. Очень позитивные планы на этот год. Мы также собираемся много строить, очень много строить. Мы начнем строить знаковые объекты, которые в том числе пойдут в рамках 450-летия города Уфы. Поэтому строить, созидать, двигаться вперед, конкурировать. У нас очень в этом плане такое бодрое настроение. Спасибо большое. Коллеги, я предлагаю начать. Да, вот мы уже видим большое количество желающих. Я, с вашего позволения, Станиславу Шахову, эксперт Башкортостана, предоставлю право задать вопрос. Пожалуйста. Добрый день, Станислав Шахов, Издательский дом Республика Башкортостан. Слово года, безусловно, коронавирус. Очень много людей болеет, каждую семью как-то так или иначе это коснулось. Раджи Фаридович, СМИ, коллеги публиковали исследования об избыточной смертности в республике, которая не фиксировалась ранее. Вот вы, как глава региона, наверное, знаете, сколько человек на самом деле переболело коронавирусом, начнется ли массовая вакцинация и хватит ли на всех вакцины нам? Спасибо. Я могу точно сказать цифры переболевших, которые мы отфиксировали. Точное количество переболевших вам никто не может сказать. Потому что есть такое понятие, как латентная заболеваемость. И неожиданно оказывается, что ваш член семьи или ваш товарищ, который сдает анализы, у него есть антитела. То есть он латентно переболел и не обращался даже в больницу. Таких, кстати, очень много. Я могу сказать ту цифру, которая отфиксирована, которая подтверждена анализами. Вы ее знаете, это 18 782, по-моему, человека. Поэтому допускаю, более того, даже уверен, что эта цифра, конечно, больше. Потому что, вновь повторяю, что огромное количество людей переболело очень легко. Знаете, парадокс, у моего маленького сына тоже есть антитела. Поэтому вот я уверен, что у многих семьях, если вы вот посмотрите, такая история существует. Поэтому это вот первая часть. Вы хороший вопрос задали, как-то не до конца сформулировали, на мой взгляд, про избыточную смертность. Действительно, вот даже придумали такой термин «избыточная смертность». Мы совершенно точно фиксируем, что смертность увеличилась в нашей республике. И очень за это переживаем. Она увеличилась и в Российской Федерации, и она увеличилась в мире. И очень неправильно, на мой взгляд, вот эту избыточную смертность переносить на то, что это несколько тысяч людей, говорить, что все они умерли от коронавируса. Совсем не так. Это целый комплекс очень, знаете, сложных факторов. Ну, например, я вот могу просто... Для вас вот парадокс, да, когда был момент осенью, когда сложно было вызвать скорую помощь, и мы этим активно занимались. В то же время количество обращений в скорой помощи резко сократилось по таким показателям, как сердечно-сосудистые заболевания и так далее и тому подобное. К чему это приводило? Даже термин появился у медиков, такая сосудистая катастрофа. Очень много появилось случаев, когда люди переносят тяжелейшие сердечные инфаркты, инсульты и так далее, находясь дома, потому что они не хотят ехать в больницу, они боятся, они понимают, что есть проблемы, есть коронавирус и так далее. Потом вторая очень важная проблема, которая способствовала в том числе повышению смертности, это то, что мы профосмотр и диспансеризацию остановили. И вот если сравнивать количество, допустим, людей, которых мы обнаруживаем на первой, второй стадии онкологического заболевания в среднем, так вот по этому году мы на 1500 человек вывели их меньше. То есть эти люди потенциально в развитии своем первой стадии, вторая, третья, четвертая и летальный исход. Поэтому... Безусловно, это имеет такой факт и присутствует. Поэтому мы для себя и определили, что вот главная наша задача вот следующий год эту ситуацию выправлять. И примерно это такими, знаете, пошаговыми действиями, которые мы можем делать. Теперь по вакцине. Действительно, все по-разному представляют, что будет все-таки панацеей от коронавируса.
Я могу про свое мнение только говорить. Я абсолютно убежден, что две вещи сработают на остановку пандемии. Это, прежде всего, конечно, то, что называется коллективный иммунитет. Очень большое количество людей переболело. У нас уже, вы знаете, в разных субъектах по-разному. Мы в эксперименте не участвуем, поэтому я не могу сказать там, индекс иммунитета коллективного в нашей республике, но большое количество людей. То есть носители антител, то есть люди уже не будут болеть. И второе, конечно, вакцинация. Мы уже начали вакцинацию, получили порядка 5000 вакцин, и начиная с Нового года этот объем будет в разы увеличиваться, потому что, по сути, нам нужно вакцинировать более 2 миллионов человек. И мы ждем, что это все произойдет в 2021 году. Это очень важный вопрос. И знаете, с чем мы сталкиваемся сейчас? Вакцина будет, безусловно, потому что экономика медицинская стала на рельсы производства в больших объемах. Поэтому нам и четко говорят, что после Нового года вакцина большими партиями будет приходить. Наша задача и наше беспокойство в другом, что каждый, конечно, выбирает по себе. И в разных состояниях здоровья разное. Но нам нужно, наверное, вместе подумать над тем, что вакцина все-таки это спасение. Я лично так считаю. А вы делали? Я сделал вакцину, я вакцинировался. Я вакцинировался очень рано, на самом деле, когда вакцина еще проходила испытания. И я написал заявление в качестве добровольца, подписал это заявление и сделал вакцину. Потому что, когда, знаете, для чего я это сделал? Там еще окончательно не было понятно, но мы тогда искали любую возможность. Все-таки, понимаете, я отношусь серьезно к своей работе. И больше всего боялся, что я сам заболею, и управление республикой в некотором смысле будет потеряно. И чувствую себя хорошо, и, как говорится, дай бог, и болеть. Но это был спутник. Это был спутник, да, и поэтому нам предстоит всем вместе, всем обществом пройти этот период, и нам нужно будет всем вакцинироваться. По крайней мере, тем, кому позволяет состояние здоровья. Судя по тому, что заработали клавиши компьютеров, коллеги уже пишут на ленты новостей, о том, что глава республики вакцинирован спутником. Светлана Валеева, пожалуйста, московский комсомолец в эфире. Я понимаю, что, может, этот вопрос не должен быть не первым возникнуть, а вам хотелось, может быть, какие-то парадные сейчас отчеты вести. И все-таки три ключевых таких события, рэперные точки, которые прославили Башкирию на всю республику, это РКБ, это Куштау, и это передача акций соды. Как вы к этому относитесь? Как вы это воспринимаете? Может быть, как удачу, может быть, как поражение. То есть какое-то личное отношение к тому, что произошло, потому что многие воспринимают все эти события по-разному. И оценку дают разную. А вот с точки человеческой зрения, как вы относитесь к тому, что произошло в этом году, причем произошло так, что скопилось в один год столько, сколько иногда за 10 лет не происходит? Спасибо. Я единственное не понял первое, КБ. РКБ. РКБ, извините, да. Знаете, конечно, я оцениваю лично, но я оцениваю все эти три явления или три ситуации не с точки зрения, кто победил или проиграл. Я же не на борцовском ковре сейчас нахожусь, я руководитель республики, и, соответственно, на все смотрю именно с этой точки зрения. РКБ, конечно, это очень тяжелая история. И если бы у меня как-то даже спрашивали, что для вас самое тяжелое было в период коронавирусной инфекции, скажем так, до ноября этого года самое тяжелое мое воспоминание, наверное, период этой работы, этой борьбы с коронавирусом был РКБ. Самое тяжелое было то, что, во-первых, мы очень плохо знали болезнь. Мы не умели еще с ней бороться, мы элементарно не представляли, как нужно гасить очаги и как действовать в этих ситуациях. Это первое. Плюс меня больше всего переживало, что я за внешним периметром, а там около 1000 человек закрыты. Причем там были и тяжело больные, и врачи были, и уже выздоравливающие, и больные коронавирусом. Поэтому наверное, это просто тяжелое воспоминание, из которого нам нужно было делать определенные выводы. Куштау. Это тоже тяжелое довольно воспоминание, потому что я как-то, по-моему, вам, Светлана, и говорил, что Куштау, к сожалению, обладал такой, потенциалом для того, чтобы расколоть наше общество, поскольку я с первого дня своей работы, чем я, собственно, занимался, главной моей задачей было объединить наше общество, понимаете, быть единым, потому что я, свято верю, что
даже если впереди нас ждут какие-то тяжелые испытания, то мы можем нашим обществом башкортостанским пройти их гораздо эффективнее, гораздо увереннее, если мы не будем расколоты на разные дрязги, там, межнациональные, межкультурные, какие-то клановые и так далее. Поэтому вот там вот эта угроза была. В целом это довольно рабочая ситуация, которая, на мой взгляд, вполне эффективно разрешилась. БСК. Ровно так же могу сказать, что она довольно эффективно разрешается. Это особенно для тех многих общественных деятелей, которые долгие годы выражали свою позицию, владея информацией о определенной несправедливости приватизации БСК и перехода, соответственно, из пакета, государственного пакета в частные руки. Но мне кажется, вот это как раз ровно тот случай, который сейчас находится на стадии своего разрешения. Поэтому это тоже довольно позитивная история, и к ней надо относиться вполне рационально. А сколько все-таки пакет какой получит республика? Ну, откройте тайну, все же Вы не забегайте вперед. Вот, во-первых, суд не прошел. Вернее, прошел только состоялось решение суда первой инстанции. Так? И это решение должно вступить в силу. Оно еще не вступило в силу. Это первое. Второе, поверьте, что все это время, когда было много шума и гамма, и так получилось, что первое это предложение о судьбе этого пакета именно я и выводил, уже будучи главой, как говорится, я не сидел сложа руки, разумеется, и как мимо нас пакеты наши ходят туда-сюда. Давайте подождем немножко. Я могу сказать, что все будет хорошо. Просто хотелось бы новогодний подарок такой республике получить. Я вам игрушки елочные подарю. Спасибо, спасибо большое. Я сейчас предлагаю, Елена, подключить вопросы от наших зрителей. О чем спрашивает Башкортостан? Ох, о чем только не спрашивает Ради Фаридович вас, жители Башкортостана. 1538 комментариев сейчас у вас. Конечно, мы озвучим далеко не все. Вопрос личный, Ради Фаридович. Ну, вы честно нам сказали до эфира, задавайте все вопросы, какие считаете нужными. Ну, вот я наберусь смелости. Вы ждете ребенка в вашей семье. Можно ли спросить, кого ждете? Ребенка. Тогда второй вопрос как назовете неуместный. Хорошо. Ради Фаридович, вопрос серьезный, хотя этот вопрос серьезный. Из Бирска спрашивают жители, желают вам мира, добра и здоровья. И говорят, что мы тоже хотим отмечать Новый год в красивом городе с хорошим мостом. Мост через реку Белую в Бирске. Переправа была платной, вы остановили эту историю, мост разобрали на реконструкцию. На 2021 год в терзаказе его нет, потому что довольно сложный у нас бюджет. Будем думать на 2022-2023 годы. Но, тем не менее, там сейчас наладили переправу, муниципалитет вмешался, и Бирский район, и город Бирск выставили такое поручение, была на совещании, видела, слышала, что с весны все возобновится. Сейчас пока по льду, а потом людей будут переправлять. Следующий вопрос относительно дольщиков. Серьезная проблема у нас. Жители Серебряного Ручья спрашивают, и, кстати, очень много, они очень активны, когда мы въедем в свои дома. И вот ЖК «Октябрьский», весна, когда въедем и так далее. Давайте вот я просто по каждому дому, по каждому объекту не скажу. У нас этих домов там под 150. Я скажу главное другое, что первое. У нас есть у всех, для всех глав субъектов, у нас есть поручение президента страны. До 2024 года эту проблему решить. Мы очень переживаем, я в частности, это такая, особенно для нашей республики, большая и сложная проблема. Но мы немножко в этом году вздохнули, потому что благодаря очень, я бы действительно сказал, эффективной работе нашего Министерства строительства, они нашли такой хороший алгоритм работы с Домом РФ и с Фондом защиты прав дольщиков Российской Федерации. Мы довольно большой сегмент домов все-таки договорились решать с помощью федерального центра. Поэтому у нас вот такой серьезный толчок пошел. Мы за эти 2 года своими силами, через предоставление компенсационных участков и прочие инструменты, которые существуют, то есть силами самой республики, решили проблему более 2000 дольщиков. Вот сейчас у нас остается принять механизм решения дольщиков где-то около 2000 еще человек, 2500. Поэтому впереди еще большой, в общем-то, напряженный объем работы. Но подчеркиваю, вот я отвечаю на ваш вопрос, к 2024 году мы этот вопрос должны решать. Рустам Шатович, еще 2 вопроса, или мы по имени? Рустам Евгеньевич. Давайте мы сейчас все-таки вернемся в зал. Вернемся мы обязательно. 2 вопроса задам, потом не скоро дадите. Давайте, хорошо. Ради Фаридович, сколько языков вы знаете, спрашивают?
Türkçe biliyor musunuz? Bilirim, çok iyi bilirim. Значит, я знаю башкирский, русский, да? Вот башкирский не так хорошо, как хотелось бы, но, по крайней мере, я его знаю. Знаю английский, знаю турецкий. Вот 4 языка. Ну, достаточно часто вы говорите, особенно в Зауралье, где больше владеют башкирским языком, вы говорите на башкирском робко, но говорите. Вопрос задает Наталья Ильина. Успеваете ли вы общаться с вашим сыном? Если любимое совместное занятие, это ваш единственный ребенок? Ну, нет, не единственный ребенок. Да, не единственный ребенок. Времени, конечно, не успеваю, но стараюсь в воскресенье наверстывать и работать, и общаться с ним. Ну, и вы не ответили, у вас 2 взрослые дочери, и еще 1 сын есть в семье, Да, 2 сына. У меня большая семья в этом плане. У меня 2 взрослые дочери, я уже дед, если кто не знает. У меня 2 замечательные внучки. Вот, и с нами живет замечательный сын Карины. Вот, тоже замечательный парень, наш сын. И вот и ждем еще одного. Поэтому вот человека. Вернемся в зал. Пожалуйста, очень активно тянет руку Руслан Михайлович Шарафудинов, главный редактор агентства «Башинформ». Коллеги, пресс-конференция большая, надеюсь, все смогут задать сегодня вопрос. Руслан Михайлович, пожалуйста. Спасибо. Руслан Шарафудинов, агентство «Башинформ». Но этот год был очень сложным, и не только из-за коронавируса. Радий Фаридович, вот, к сожалению, в этом году очень часто планы проекта развития промышленных добывающих площадок в разных районах республики встречали протесты местных жителей. Радий Фаридович, вопрос в чем? Как вы сами к этому относитесь? Как вы считаете, имеют ли право высказывать собственные мнения местные жители, и как руководство республики будет разруливать эти конфликтные истории? Спасибо. Спасибо. Да, действительно, это такая одна из очень серьезных проблем, с которой мы такой с эскалацией все больше сталкиваемся. Здесь я уже как-то говорил, что во всех делах, связанных с промышленной разработкой и экологией, нужно всегда искать баланс определенный, интересы жителей, конечно. То вот то, что вы говорили, 2 района в Заурале у нас определенные были протесты жителей, которые не хотели, чтобы осуществлялась разработка. К этому тоже надо очень внимательно посмотреть, ведь без промышленной разработки, без развития промышленности, соответственно, не будет развития республики, не будет рабочих мест, не будет налогов, не будет решения социалки. Вопрос другой, когда промышленная разработка, по мнению жителей, если ведется варварским способом или совсем посягает на основы жизни жителей, здесь, конечно, надо быть очень-очень внимательными. Я думаю, что Кушта у нас всех многому научил, что надо быть мудрее и надо быть гораздо прозорливее. Поэтому мнение жителей, конечно, нужно учитывать. Причем для этого существует очень много, в общем-то, уже известных форм, методов и так далее, вплоть до проведения местных референдумов. Поэтому мы как-то такой практикой не пользовались. Наверное, нам придется этим. Потому что, знаете, мы ведь сталкиваемся очень часто и, скажем так, не массовым протестом, а инспирированными ситуациями, понимаете? Совершенно конкретно инспирированными ситуациями. И поэтому во всем, вот в каждом конкретном случае надо очень внимательно разбираться. Но подчеркиваю, что в этом вопросе надо быть очень-очень мудрым и очень-очень осторожным. Спасибо большое. Коллеги, давайте сейчас перенесемся в один из городов нашей республики. Буквально один вопрос по видеосвязи от наших коллег. На связи Кумертау, главный редактор телеканала «Ари» Самир Кедрас. Фамир, слышите нас, видите? Слышу. Добрый вечер, Радий Фаритович. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Да, ваш вопрос, пожалуйста, Амир. Радий Фаритович, вопрос у меня будет из сферы дорожного хозяйства, учитывая ту ситуацию, которая сложилась с коронавирусом, и с той ситуацией, которая происходит, исходя из этого в бюджете. В 2021 году будет ли дополнительное финансирование дорожной отрасли, в частности, ремонта дорог? Спасибо. Вот первое. Вообще 2020 год в плане финансирования, он был очень благоприятный для нашей республики. Мы довольно эффективно поработали и очень эффективно помог федеральный центр. Мы более 100 миллиардов денег получили. Мы в 2 раза больше денег получили помощи от федерального центра, чем обычно это происходило. Это первое. Второе. Проблемы на 2021 год. Бюджет действительно мы недополучили доходы 15%, то, что предполагали. Но это не касается дорожного фонда. Дорожный фонд у нас не добирает совсем небольшой процент, скажем, там, поэтому в рамках нашего большого дорожного фонда 27 миллиардов рублей мы, конечно,
будем очень много строить и строить и строить в следующем году. Это довольно большие объемы. Правда, туда входит и содержание, и строительство, и ремонт, и реконструкция. Это первое. Второе, знаете, у нас же очень хорошая вещь мы придумали вместе с главами. Эти главы мне в свое время подсказали. Каждый год, уже вот второй год подряд, мы муниципалитету отдельно, вне всех всевозможных межбюджетных отношений, мы каждому муниципалитету выделяем 10 миллионов рублей. А сельские муниципалитеты направляют, и, кстати, городские тоже. Мы называем это на отсыпку. То есть закупается щебень, соответственно, техника, и там, где была грунтовка, появляется, по крайней мере, ощебененная дорога, нету грязи, нету, соответственно, невозможно по ней проехать. И это очень-очень радует, особенно те микрорайоны, где идет только новое строительство. В ряде муниципалитетов, в городах, в том числе в Кумертово, вполне возможно, глава эти деньги направит отдельно на ремонт, на ямочный ремонт, на просто ремонт дорог и так далее. Поэтому я вас абсолютно точно уверяю, что объем денежных средств, которые мы направим в следующем году на дороги, будет не настолько меньше. Просто в этом году, опять же, такой необычный случай получился. Мы получили очень много денег больше, чем обычно, на дорожное строительство в целом. Во многом это еще вызвано тем, что мы получили довольно большие транши на начало работ по восточному выезду, более 4 миллионов рублей, а в целом плюсом 7 где-то миллионов рублей. Поэтому в следующем году объемы дорожного строительства, по сути, вы не почувствуете. Они будут такие же большие. Хотя их, конечно, не хватает. Не хватает. Наши дороги требуют еще очень много-много внимания. Спасибо большое. Спасибо, Амир. На связи с нами был Кумертау. Пожалуйста, коллеги, продолжаем общение. Вопросы из зала. Булат Баширов, главный редактор Уфимского коммерсанта. Пожалуйста. Добрый вечер, Ради Фаритович. Начатая вами в 2018 году транспортная реформа не так давно вызвала реакцию от Республиканского управления ФАС. И по мнению ФАС, для тех, кто не знает, ФАС пришло к выводу, что отмена многих маршрутов и перевод остальных на регулируемый тариф нарушает конкуренцию на рынке автобусных перевозок. Как вы оцениваете мнение антимонопольной службы и намерены ли вы продолжать реформу в нынешнем виде? Спасибо. Скажем так, я уважаю позицию ФАС, но у нас есть свое правовое видение развития транспортной реформы. Прежде всего, в данном случае мы о Уфе, наверное, говорим так ведь. Знаете, вот тогда уж сразу несколько слов скажу. Это, наверное, одна из для меня таких, знаете, таких вот задевающих, у вас и у каждого, наверное, есть свое самолюбие. Я тоже живой человек, несмотря на то, что там большой начальник. У меня тоже есть самолюбие. Ох, как бьет меня сильно по самолюбию вот эта история с транспортной реформой. Я уже, честно говоря, в какой-то момент сказал, зря я начал эту историю. Вот летали бы по этой нашей родной Уфе вот эти пазики с ушками. И раз людям нравится, пусть будет так. Это какая, знаете, внутренняя такая непозволительная обида, в общем-то, была. На самом деле, я считаю, что мы правильным путем идем. Просто, опять же, мои прогнозы, что мы быстро решим эту проблему, за год, за два, не сбылись. Но вот мои коллеги с дорожно-транспортной отрасли мне обещают, после моего нажима, понятно, что все-таки к 2001 году, в 2001 году мы там наведем относительно порядок и значительно лучше. Прежде всего это касается организации перевозок и подвижного состава. Я исхожу из того, что я ведь не из-за красоты пазики, как говорю, вытесняю. Совсем не из-за красоты. Это безопасность дорожного движения. Это современные сервисы. А плюс вторая проблема, к сожалению, это даже вина моих. Вот здесь я никогда не перекладываю, но здесь мои коллеги, мне кажется, до конца не смогли где-то дожать, где-то убедить наших частных перевозчиков все-таки идти в стороне нашего видения организации перевозок. Соответственно, контрольные кассовые аппараты, соответственно, нашу карту Алга, соблюдение графика движения и так далее. Привыкли они за эти годы все-таки действовать немножко. Меня критикуют за это, но я до сих пор считаю, что привыкли за эти годы действовать как в Техасе. Мы потихонечку ситуацию направляем в нужное русло, спокойное, цивилизованное. Поэтому эту реформу мы завершим. Вопрос другой, что это мой расчет ошибочный, что я это быстро решу в течение, подчеркиваю, года или двух. Это займет чуть больше времени. Поэтому идем по этому пути. Цифры на экране, Ради Фаритович, у нас 155 автобусов среднего класса, 50 автобусов Лена Анатольевна, большого это не класса. показатель работы. Вопрос
не в том, чтобы купить много автобусов. Это гораздо более сложная проблема. Вопрос наладить всю систему, правильно определить маршруты, заставить вовремя ездить, принимать те сервисы, которые есть, существуют и которые мы ввели. Я уже опять о той карте Алга и так далее. Поэтому это чуть более комплексная проблема, которая, подчеркиваю, тем не менее идет вот созидательно и поступательно. И мы все это решим. Одним словом, слоган «Здесь вам не Техас» остается. Он все еще актуален. Но уже на Где-то автобусах нет ушек. Да. Где-то да. Пожалуйста, коллеги. Алексей Шишпанов, аргументы недели. Здравствуйте, Ради Фаридович. Уже на городском и республиканском уровне чиновники отчитались о своих планах по празднованию 450-летия Уфы по подготовке. Вот у меня вот такой вопрос. Достроим ли мы большую мечеть на проспекте Салавата Юлаева к этой дате? И появится, ну вот сказали уже, что появятся памятники Довлатову, Гаджику, генералу Гладышеву, архитектору Черниковке, Кондратьеву, по-моему. Появится ли у нас памятник основателям Уфы? Понятно, что спорят о дате основания Уфы, но в Казани, в Кремле стоит памятник строителям Кремля, довольно-таки милый, хороший. И, на мой взгляд, такой же памятник должен появиться возле монумента дружбы. Ну, ладья, стрельцы, Башкирин, который показывает их начальнику, где надо строить крепость. Вот как вам, на ваш взгляд, насколько реализуема эта идея? Вы знаете, она, наверное, реализуема, просто, ну уж совсем, знаете, моя работа не сводится, чтобы я знал буквально каждый памятник, который должен быть в Уфе. Вот я подписался, как говорится, и я считаю, что должен быть памятник генералу Шаймуратову на Советской площади. Вот он будет. Это мой личный проект, я его провожу. Относительно известных людей, о которых вы говорили, ну, могу что еще сказать. Сейчас занимаемся, вот очень интересно, это лично меня тронула судьба штурмана Альбанова, это вот и героя, по сути, двух капитанов, да, Каверина. Вот, могу тоже сказать, остальные исторические наши деятели, я думаю, что это Уфа больше должна этим заниматься, и я бы здесь вот так глубоко не хотел погружаться. По каждой из названных фамилий, я думаю, что они действительно имеют право, чтобы в отношении им были посвящены памятники. Это первое. Более сложный вопрос соответственно, по мечети. Более сложный вопрос. Вот поверьте, что это одна из самых больших проблем, потому что на достройку этой мечети нужно еще очень-очень много денег. Очень много денег. И у нас, да, конечно, есть фонд социальных целевых программ, у нас есть какая-то помощь предприятий и так далее. Но я эти деньги, которые с трудом вырываются, как говорится, направляю на строительство исключительно нужных и ожидаемых социальных объектов в городах и селах наших. Поэтому мы сейчас ведем какие-то переговоры дополнительные с другими большими структурами для того, чтобы все-таки, ну, скажем так, определить какую-то нишу, куда пойдут деньги на строительство мечети. Пока, признаюсь вам здесь, каких-то большими успехами я похвастаться не могу. Для меня это такая сложная проблема, и обещать я вам, конечно, она достроится. Она, конечно, достроится, но когда, я на себя ответственность не возьму пока. Просто врать не хочу. Спасибо большое. Давайте мы вернемся к вопросам в социальных сетях. Елена, вам слово. Рафич, вот мне коллеги наши из управления помогают вместе с коллегами из телеканала БСТ вести эту трансляцию с точки зрения комментариев. Вот 173 вопроса про интернет в Республике Башкортостан. Республика гористая, не везде есть интернет. Но вот в частности задают Альбина Насибулина, Новогеоргиевка и Богдановка Ишимбайского района. Вроде бы и близко, и от Уфы, и от города Ишимбай интернета нет и так далее. Интернет в Башкортостане. Большая проблема на самом деле. И о чем мы договорились, что мы делаем. Особенно для нас это, ну, не то, что было откровением, но когда мы перешли весной на дистанционное образование, и многие дети, многие школы не смогли, дети в домах не смогли, соответственно, дистанционно обучаться, мы провели переговоры с Ростелекомом. Чего мы добились?
Мы добились, что Ростелеком на паритетных началах с нами будет финансировать из своей инвестиционной части, будет финансировать строительство дальнейших вышек и, соответственно, продвижение интернета до малых населенных пунктов. Такую программу мы уже приняли, она находится в стадии реализации. Это существенно улучшит ситуацию с интернетом во многих населенных пунктах. Но, безусловно, для того, чтобы, скажем так, покрыть всю территорию, каждый там населенный пункт или там каждый хутор там, из 2-3 сел, для этого там, пару сотен спутников, чтобы летало над нашей республикой, наверное, тогда это будет. Поэтому мы будем поступательно здесь двигаться, но вот такого чуда, что вот раз вот и вся территория республики там суперинтернета, суперсвязью будет покрыта, нет, конечно. Но, подчеркиваю, крупные все населенные пункты, крупные селы мы в течение вот этого и следующего года и 2022 года мы решим. Это хорошие сроки. Я хотела только спросить про сроки. Ради Фаритович, Марат Я говорю Валиев. про реализацию вот той программы, по которой мы договорились. Я поняла, с про Ростелеком. Ростелеком и про часть, скажем так, только часть объектов, самых крупных. Это понятно. Марат Валиев спрашивает, вот, кстати, не спрашивает, у меня нет вопросов, у меня только большая благодарность за ваш труд. Спасибо вам большое. С Новым годом. Где будете отмечать Новый год? Новый год в Уфе буду отвечать. Было желание отдохнуть в санатории, но по понятным причинам из Уфы не хотим сейчас выезжать, потому что в любой момент нужно будет ехать в роддом, поэтому прекрасно проведем время в Уфе. Ну, я вас расстрою, мест уже нет. Все забронировано. Вроде мне там держали. Учелинский район спрашивает, Ради Фаритович, и Хайбулинский, почему Учелинский район тоже, спрашивают про золотодобычу, тревожатся люди, что у них золотодобытчики нарушают экологию. Есть такая проблема. Я сам, когда был в Баймакском районе, встречался с жителями и довольно, знаете, с надрывом жители говорили, потому что, представляете, вот сидит себе человек, у него забор, он там скотину держит, он там картошку сажает, и раз под забором у него вдруг оказывается территория, соответственно, разработки карьера. Да, такая большая проблема. Я думаю, что усилили уже работу нашего Министерства природопользования, но мы должны ясно понимать, что очень часто, в большинстве случаев, кроме полезных ископаемых, выдача лицензии на разработку – это не полномочия нашей республики, и зачастую вариант возникает, что даже мы, руководители республики, члены правительства, скажем, наше правительство узнает о том, что та или лицензия выдана тому-то и тогда-то, и на такой-то срок. Собственно, когда человек приходит к нам. Мы сейчас ведем диалог в этой части, потому что все равно приходит на нашу территорию без органов правительства, без позиции муниципалитета, все равно сложно приступать к разработке. Мы пытаемся найти определенный баланс в этих отношениях. Но в целом просто нужно усиливать контрольные функции, то, о чем я говорил, совместно с прокуратурой, совместно со всеми надзорными структурами, то, чем мы потихонечку начали заниматься. Здесь следует сказать, что у нас добыча ведется открытым образом, либо закрытым, это региональные, либо федеральные лицензии, потому что люди этого не все знают, не понимают. Иногда федеральные лицензии, мы, вот о чем вы говорите, что мы о федеральных лицензиях узнаем уже, когда их выдают. Бывает и так, и мы налаживаем отношения. Вопрос, Ради Фаритович, у меня сейчас... не когда их выдают, когда их выдают, или когда приходит к нам, соответственно, человек с лицензией уже. Коль договорились по-честному, Ради Фаритович, кто вам галстук выбирает, вас спрашивает Александр Ильин. Неожиданно мужчина, но тем не менее. Знаете, вот сейчас не так много времени, у меня там галстуки, они же, знаете, копятся, их достаточно. Времени сейчас нет за галстуками ходить. Мне Карина их выбирает и, собственно, покупает. Довольно успешно Карина Владимировна выбирает вам галстуки. Рустам Ришатович, вам Да, спасибо. Давайте вернемся в зал временно. Давайте, пожалуйста, Альфред Аглединов, «Российская газета». Добрый вечер, Ради Фаритович. До конца года осталось всего ничего, и интересно, будет ли принят до конца года третий пакет мер поддержки предпринимательства, который был в свое время заявлен. В чем его суть? И второй вопрос. Принят бюджет с дефицитом 22 миллиарда рублей. На каких сферах это скажется и скажется ли это вообще на развитии республики? Спасибо.
бюджет с дефицитом 22 миллиарда рублей. Конечно, это очень тяжелый бюджет с большим дефицитом. Мы просто будем наверстывать его впоследствии. Вы знаете, мы и займ 7 миллиардов взяли. Это сказывается на том, что мы, конечно, на 2021 год подсократили наши расходы. Те масштабные вещи, которые мы шли, двигались, элементарно та же программа ремонта подъездов, мы ее подсократили. Программа ремонта дворов, мы ее подсократили. Вообще мы секвестировали очень многие программы, которые с большим сожалением это сделали, но которые были, на мой взгляд, очень позитивно встречены нашими жителями. Это первое. Поэтому здесь мы рассчитываем просто 2021 год как некая яма в наших, скажем так, доходах, но абсолютно уверен уже, глядя на 2022-2023 год, я полагаю, что мы потихонечку будем выходить, и, соответственно, доходы наши будут расти, и мы будем наверстывать, и, соответственно, покрывать тот дефицит, который есть. Это не трагичный дефицит, это не такой дефицит, который там ставит под угрозу экономическую состоятельность республики. Вот вы знаете, меня, наверное, даже где-то критикуют, у всех же разная философия. У меня философия следующая. Как-то мне говорили, что ради не надо много, как мои коллеги, товарищи старшие, где-то, может, лучше меня понимающие в финансах, много тратить не надо. У вас расходы большие в республике и так далее. У меня была философия, мне как-то она понравилась, что тратить-то как раз надо много, но если они идут на дело. Вопрос другой, надо зарабатывать больше. Просто тратить много, но, соответственно, зарабатывать больше. Вот акценты туда лучше мы уходим. Третий пакет, знаете, он в большей степени направлен на продление тех мер, о чем мы говорили. Плюс там есть такие специфические вещи, связанные с поддержкой сельского хозяйства, специфические вещи, связанные с поддержкой ряда отраслей, как легкая промышленность и так далее. Он не столь впечатляющий большой, как первый пакет был и второй. Это, по сути, продление во времени то, что мы принимали ранее. Поэтому он уже, в принципе, сбит, сформирован. Знаете, находится в правительстве. Вообще мы предполагали принять его до Нового года, чтобы после Нового года он начал работать. Я просто уточню это. Спасибо большое. Давайте мы сейчас перенесемся в Нефтекамск. У нас на связи наши коллеги на северо-западе. Зульфия Амирова, корреспондент телеканала «Нефтекамск-24». Зульфия, добрый вечер. Добрый вечер, Ради Фаритович. Добрый вечер, коллеги. Нефтекамск приветствует вас и поздравляет с наступающим Новым годом. Ваш вопрос. Вопрос у меня немножко, может быть, корыстный, кто-то посчитает это так, но в период пандемии на переднем крае оказались врачи-волонтеры. В то же время за кадром остались представители средств массовой информации, которые их часто сопровождают и находятся с ними рядом. Как вы считаете, нужна ли поддержка представителям средств массовой информации со стороны государства и чем нам может помочь республика? Знаете, безусловно, работники средств массовой информации нуждаются в помощи. Многие категории работников СМИ, прежде всего печатных СМИ, они нуждаются совершенно точно в повышении зарплаты. Она у них очень маленькая. Да и телевидение тоже нуждаются. Это отдельный вопрос, и мы можем обсудить эту ситуацию. У меня есть определенное видение. Вопрос другой. Нужно ли сотруднику СМИ, соответственно, вы, наверное, намекаете на те выплаты, которые получают врачи, работая в той же ковидной зоне, да? Мне кажется, здесь немножко другая история. Тогда это же ваша работа. Журналистская работа предполагает определенные риски. Когда человек идет, Азамат Салихов здесь у нас, да? Азамат сейчас на рабочем месте следит за эфиром. Я просто приведу пример. Азамат Салихов, он же, будучи еще совсем молодым репортером, выезжал в Донецкую Народную Республику и, в общем-то, в условиях боевых действий там осуществлял свою деятельность журналистскую. Но это же не предполагает, что для вас какая-то доплата за это идет. Поэтому к этому надо относиться как к неотъемлемой части вашей профессии, на мой взгляд. А то, что вы правильно подняли, что базово ваша зарплата журналистов очень низкая, абсолютно с этим согласен. И более того, могу сказать, что мы расходы уже примерно немножко считали. Особенно, я скажу, знаете, больше всего меня пугала история, то, что скоро мы совсем потеряем журналистов, прежде всего муниципальных, малых печатных СМИ. Потому что там совсем маленькая, крошечная зарплата.
Там, соответственно, исходя из того, что, скажем так, наверное, век печатной газеты уходит, так, все уходит, по сути, в интернет, но, тем не менее, мы считаем, что мы какое-то время должны сохранить эти газеты, потому что у нас еще есть пожилые люди, есть бабушки, которым обязательно нужно поддержать свою муниципальную газету. Мы стараемся это сохранить. И вот в отношении этой категории людей мы уже подступались к тому, чтобы поэтапно начать повышать зарплаты. Я полагаю, что это мы, наверное, с учетом таких довольно сложной ситуации финансовой в 2021 году не сможем сделать, но в 2022 году мы начнем с этого. Спасибо. Благодарю вас за ответ. Спасибо большое. Спасибо. Лёгких родов, Спасибо, ваши Нефтекамск. Давайте мы вернемся опять обратно в зал. Разговаривали про телевидение. Давайте телевидение. Артем Войтюк, ЮТВ. Спасибо большое. Я на самом деле про город, про Уфу. Скоро 450 лет, в 2024 году. И хотел задать такой вопрос касательно архитектурного наследия Уфы. Сейчас существует программа «Рубль», когда арендуют инвесторы, да, за рубль за метр платят. Вот, и она пробуксовывает, по словам арзащитников. Планируется ли к 2024 году некие новые программы, может быть, что-то, что восстановит и Октябрьскую революцию, да, и другие здания в Уфе? Вот, совершенно точно. Во-первых, эта программа еще до конца, конечно, не сбита, но совершенно точно могу сказать, что одним из, скажем так, элементов программы к 450-летию Уфы является, конечно, пешеходная улица Октябрьской революции. Соответственно, с сохранением тех зданий, которые есть, с выкупом этих зданий, это такой тоже большой организационный объем. Вот это точно есть. Говорить, что мы будем решать все проблемы архстроительства и объектов культурного наследия в рамках 450-летия, конечно, я не могу и не будем. Это немножко другая задача и решает немножко другие вещи. В целом, вы правильно говорите, я не могу сказать, что у меня стоит очередь, или у главы муниципалитета, может быть, я не знаю, там у Сергея Николаевича, может быть, стоит очередь, что стоят люди забрать эти объекты. Нет, очень дорого стоит сам ремонт, особые условия, особая лицензия, особые расценки и так далее. Поэтому это не идет, к сожалению. А решать эти проблемы из бюджета просто таких возможностей нет. Поэтому вот мы имеем то, что имеем. Я правильно понял, что к 450-летию Уфы мы как минимум вопрос Октябрьской революции закроем? У нас это план такой амбициозный, понимаете, там очень много предстоит, соответственно, там же люди живут. И поэтому, если мы сможем эффективно расселить, соответственно, у нас есть план, как это делать, то Октябрьская революция пешеходная, она спускается, соответственно, понимаете, вот представляете, вы из Гостиного двора можете спуститься, перейти и, соответственно, уже погулять по набережной. Вот такая идея у нас есть, и контур ее есть. Вот мы уже перешли в такое плановое уже проектирование потихонечку и решение. Просто времени очень мало, и, подчеркиваю, связано с расселением людей. Спасибо. Можно мне вопрос задать на правах того, что я тоже журналист, и меня очень тревожит, я вот 2 года живу в Уфе, и первые дома, которые я увидела в Уфе, это дома по Октябрьской революции, то, о чем вы говорите. Я ходила, я трогала их руками, эти деревянные наличники, думала, неужели это никто не видит, неужели это никому не нужно? Это же история, которую хочется потрогать, которая нужна всем нам. Рядышком высотки красивые, и тут же объекты культурного наследия, которые заброшенные, заколоченные окна, в некоторых люди живут. И вот, честно говоря, внутри такой вот диссонанс абсолютный. Оказывается, видят. Видят, конечно. Вот я просто отвечаю, что, наверное, вот мы говорим, я понимаю вашу боль, и я со многими представителями, и Эльза Мавлишина всегда поднимает очень острые эти вопросы. Знаете, в чем я, вот если говорить, в чем я не доработал, моя вина, вот и власти, прежде всего, что вот эти случайные возгорания и случайные обрушения мы не остановили. Но они же не случайные, вы же понимаете. Я вот в кавычках ставлю, вот, наверное, здесь власть должна быть более активной. Поэтому вот есть над чем работать. Спасибо большое. Вот с самого начала Артем Валеев, Башинформ, тянет руку, не могу не дать слово. Радий Фаритович, недавно мы были на пресс-конференции президента Владимира Путина, и вопрос 450-летия празднования Уфы был, пожалуй, основным, который хотели задать уфимские журналисты. Мы держали в руках таблички с этими надписями, но, к сожалению, из-за особенностей проведения в этом году пресс-конференции этот вопрос задать не могли, но
Сейчас мой вопрос несколько в другом аспекте. Вот вы же понимаете, для того, чтобы город преобразился к этой дате, у нас есть 3 года, но без финансовой поддержки этого сделать невозможно. А регион сам не потянет такие огромные траты. Вы помните, как готовились к тысячелетию Казани, 850-летию Нижнего Новгорода, миллиарды бюджетных денег из федерального бюджета направлялись в эти города, что позволило им существенно преобразиться. Вот где Уфа возьмет эти деньги и насколько масштабными будут эти проекты? Это будет сопоставимо с празднованием 450-летия вхождения Башкирии в состав России, когда Уфа получила Конгресс-холл, Ледовую арену, проспект Салавата Юлаева, те объекты, которыми мы пользуемся сегодня и не можем себе представить Уфу без этих объектов. И готов ли федеральный центр финансировать это? И в связи с этим же небольшой аспект этого вопроса. 24-й год. Это год вашего переизбрания. Планируете ли вы участвовать в выборах главы республики? И в связи с этим, что для вас лично празднование 450-летия? Очень своеобразный такой заход вашего переизбрания. Не моего переизбрания, а выборы главы республики. Это... Хитрый вопрос задали, нужно ответить. Вот смотрите, я когда начал здесь работать, вот 2 года назад, я так, собственно, считаю, что я сюда пришел ведь, не совсем на работу, я это называю для себя, не совсем на работу, иначе бы я бы не стратил столько энергии, сил, здоровья. У меня все-таки и дети есть, и хочется впереди сохранить здоровье. Потому что я это рассчитывал, как, знаете, некое такое, что ли, служение, что я благодаря каким-то моим качествам, мне почему-то казалось, что у меня есть какой-то опыт наработанный во время работы здесь, во время работы в федеральном центре, какие-то управленческие навыки. Я полагал, что они будут полезны республике. И именно для этого шел. Поэтому я исхожу из чего? Что у меня еще впереди достаточно много времени. Я еще, в принципе, по большому счету, только начал работать. И все здесь будет исходить только из одного соображения. Если я буду понимать, что я полезен, что я эффективен и что я конкурентен, конечно, я... и понятно, мы же не знаем, как и здоровье, я не такой уж молодой человек, да? Вот, поэтому я об этом особо-то не думаю. Я думаю о том, как провести, у меня еще 3-4 года моей работы, как их проработать. Еще их-то надо пройти, еще и здесь-то надо не споткнуться, и здесь-то еще дать результат. А это очень непросто, как вы видите, да? Ситуация такая, каждый раз новые вызовы. Это первое, вернее второе. То, что касается 450-летия Уфы, знаете, вы совершенно точку сказали. Все это мероприятие, конечно, очень важно, что есть оргкомитет, будут какие-то события и так далее. Но, откровенно говоря, как мы когда разговаривали в Минфине, вам говорят, что танцы нужны или деньги нужны. Мы говорим, конечно, нам деньги нужны. Потому что совершенно верно, форма принятия подобного рода решений, и здесь я очень признателен президенту страны, который нас поддержал. Поэтому вам не надо было даже задавать вопрос, потому что президент уже подписал соответствующее распоряжение. Вопрос другой, что сможем ли мы или не сможем. Это как раз для нас будет проверка наших, что ли, способностей. А ситуация будет очень-очень сложной. Почему? Потому что, когда я вам рассказываю, что есть проблемы с формированием бюджета нашей республики, такие же проблемы и есть все-таки с доходами бюджета Российской Федерации. И, соответственно, многие расходы, когда можно было более спокойно разговаривать и претендовать на какие-то дополнительные деньги, они сейчас гораздо более сложнее решаются. Мы примерно оценивали, знаете, для себя окончательно перечень объектов мы не определили, что бы мы хотели. Мы работаем так. Мы сегодня здесь, а завтра, 2004 год, Уфа, какая она будет и что будет решено. У нас там есть программа «Максимум», программа «Минимум». Программа «Максимум» – это 50 миллиардов. Программа «Минимум» – это где-то 20-25 миллиардов. Но даже эти 20-25 миллиардов, за них еще, как придется побегать. А ситуация такова, что уже 2020 год кончился, у нас, по сути, 3 строительных лета. Так? Потому что 2024 год, пусть еще строительное лето. Поэтому очень-очень напряженная
для нас предстоит эти 3 года. И мы все в сомнениях, что ли, скажем так, и так крепко затылки чешем. Предстоит очень много поработать, очень много поработать. И, конечно, в нашем представлении, конечно, хотелось бы оставить, как вы говорите, 450 лет добровольного вхождения, конечно, хотелось бы оставить, чтобы говорили, вот это вот 450-летие Уфы было сделано. Но сделаем, многое сделаем. Все-таки получится. Вот коллеги уже по второму кругу просят слова, но некоторые еще не задавали вопрос. Мы переглядывались, пообещал Равилю Ватулину, РБК ТВ. Ради Фаридович, у меня, конечно же, об инвестициях, потому что по пакету мер уже говорили, но тем не менее вот про инвестиции по году. Экономический блок отчитался, что порядка 350 миллиардов будет в этом году. План к 2024 достичь отметки в 650, и мы понимаем, что в принципе в этом году достаточно хорошо. Идем по 9 месяцев, там 104,3, если в целом по стране это 96, там минусуют, но у нас, как вы высказались после выступления Муратова, что экономика бодра, у нас благо. Вот если говорить по следующему году, насколько все-таки тоже здесь вот удастся достичь этих маркеров, да, которые ставим перед собой, потому что вот вы уже сказали, что следующие годы будут достаточно сложные, но и премьер Назаров, и вы говорили, что республика должна стать одним из лучших регионов страны для ведения бизнеса. Вот по следующему году насколько активно заходят бизнесмены к нам? Вот мы очень надеемся, безусловно. Статистика по году пройдет по инвестициям где-то вообще в феврале только, поэтому мы очень надеемся, что все-таки год мы закончим с ростом каким-то. 3-4%, 2, может быть, процента. Да? Это, кстати, очень много и очень здорово, потому что мы же растем на тот процент, который с прошлого года, а он вырос плюсом 13, то есть мы на эти 113 еще накидываем сверху. Плюс год сам по себе такой, что мы многие деньги направляли совсем не на привлечение инвестиций, а направляли на решение проблем борьбы с коронавирусом. Но мне кажется, что мы создали в республике атмосферу, которая привлекает инвесторов. Знаете, вот не для того, чтобы там похвастать, что я провел, было несколько таких приятных разговоров, когда мне просто выходили какие-то довольно крупные бизнесмены и просили увидеться со мной. Я тут же назначал встречу, встречался, и вот они в ходе разговора говорили, что вы знаете, вот по России, образно говоря, идет такая слава, что вот в Башкортостан можно приехать, тебя нормально примут, с тебя пыль будут сдувать, тебе дадут 1000 мер поддержки, и самое главное, команда эффективно работает, быстро. Вот на инвестчасах, когда мы проходим, я всегда там, инвесторам с разных регионов говорю, вам комфортно и так далее. Очень часто, вот поверьте, не для того, чтобы вот там похвалиться и так далее, очень часто так приятно слышать, мы, говорит, нигде такого отношения не встречали, мы нигде не видели, как быстро бегают ваши министры, мы нигде не видели вот этого. Вот я вам передаю. Поэтому я считаю, что вот мы как бы колесо с места столкнули, и оно так вот потихонечку обороты набирает. Плюс мы еще, на мой взгляд, неплохо поработали над финансовыми инструментами, потому что очень важный финансовый инструмент ТАСЭР, да, у нас их 5. Очень важный финансовый инструмент особой экономической зоны. Там уже строятся заводы, понимаете, там уже фундаменты делаются. Там уже можно будет, вот мы в мае получили статус, а в следующем году, в мае, дай бог, прилетая там на вертолете над этой, мы будем видеть уже крыши работающих заводов, я надеюсь. Вот. То есть у нас есть определенные финансовые инструменты. И, подчеркиваю, появилось доверие, мне кажется, инвесторов. Поэтому я лично так довольно оптимистично смотрю, что рост инвестиций у нас будет еще осуществляться. РБК ТВ в своем стиле спрашивает узкоделовые вещи. Люди пишут про вывоз снега и прочие очень приземленные вещи. Елена, давайте послушаем, что еще задают. Все, наконец-то мы перешли уже на Елену и Рустама. То мы так сначала договаривались, то ли по имени-отчеству, то ли просто по имени. Ради Фаридович, вопрос очень серьезный. Пишут, Сергей Греков остановил безумие напротив Парка Победы, 6-метровый забор под окнами у жителей. Как вы к этому относитесь и проследите ли вы за тем, чтобы правожители не ущемили? Согласны, что это безумие? Вот этот забор страшный. Да, я давно в ту часть Уфы не ездил. Мне фотографии присылали.
Но я тут такую хитринку, что ли, мне хотелось посмотреть, а как же Уфа сама реагировать будет. В Уфе вообще-то есть власть муниципальная, там есть депутаты, там есть мэр сейчас, там есть огромный аппарат. Но вот мне кажется, очень неплохо, что мэр отреагировал и остановил. Я думаю, что он найдет решение. Он человек вполне, мне кажется, способный это Но сделать. сейчас надо дать должное. Вот несколько дней уже, вот коллеги здесь, кто присутствует, уже накал чуть-чуть снизился, потому что когда начали возводить и закрывать солнце, это там же вызвало бурю. обидно, там же, понимаете, в чем дело? Если бы это был какой-то закуток, да, с другой стороны парк, соответственно, символы и так далее. Поэтому это очень, да. Ну, зная ваш характер, вы в закутке бы не оставили 6-метровый забор у окон жителей. Ради Фаридович спрашивает, на Градсовете рассматривали ли строительство жилого дома у парка Гафури? Вот так вот уже информация есть. Вообще Градсовет? Значит, по Градсовету все-таки, наверное, несколько слов скажу. Он, может быть, не всем жителям республики будет интересен, но он важный вопрос. Знаете, вот ситуация с Шатар-Руставели, и, кстати, ситуация с парком Гафури, и ситуация, когда мне потихонечку начали намекать, слушайте, а было бы неплохо, если бы вот рядом, ну, не то, что уж намекать, я просто, скажем так, увидел такие проекты, рядом с госцирком или там на месте кафе поставить несколько свечек, было бы очень неплохо. Вот ощущение вот этого безумия, неудержного зуда поставить, вот воткнуть свечку в каждом месте, мы много на эту тему с Ульфатом Мансуровичем говорили. Много на эту тему. Ульфат Мансурович боролся с этим. И, к сожалению, знаете как, и здесь застройщиков понять можно. До, извините, моего прихода сюда, к сожалению, и до Ульфата Мансуровича огромное количество документов, переводов земли соответствующим образом под жилое строительство, выдача разрешений на строительство было уже осуществлено на миллионы квадратных метров. Поэтому мы, как говорится, работали с тем, что есть. Потому что я вот откровенно скажу, что мой визит на Шатар-Руставели, откровенно могу сказать, он ведь, знаете, прошел на грани с законодательством. Я, кстати, Носкову Андрею Викторовичу признателен, что он как-то понял, что вот здесь вот ровно тот случай, когда надо останавливаться, не надо строить. Хотя юридически его позиция там безупречна. Понимаете, в чем дело? Поэтому мы и подумали, что все-таки нам нужно подумать о каком-то коррекционном совещании, где мы могли бы всесторонне рассматривать вопросы строительства Уфы. Это первое. И второе, что самое главное, что создать такие механизмы, чтобы застройщик, после того, как будет принято базовое решение, что там нужно строить на таких основаниях с такими социальными объектами, после этого ему на всех этапах наших бюрократических там препон включался зеленый свет. Это вот, знаете, ну, многие уже знают, вот если ко мне попал на инвестчас, и, соответственно, на инвестчасе принято решение, что выделить земельный участок, там, обеспечить подвод инфраструктуры, то все точно знают, министры, что это попало уже сюда, через каждое там определенное время я проверяю, как происходит, и поэтому все это летает на самом деле. Вот поэтому я и подумал, что нам нужен подобный орган. И мы провели несколько заседаний, поскольку это, по большому счету, что еще важно – выдавать разрешение на строительство – это не мои полномочия, это полномочия муниципалитета. У меня, конечно, есть решение. Кстати, в ряде регионов так поступили. Я могу законом принять, попросить в Госсобрание внести, принять закон и взять на себя полномочия. И выдавать полномочия будет Министерство строительства. Но это такое желание, Петр? Вначале было, особенно когда я там топал ногами, был, ну, по сути, в таком гневном состоянии. Тут прямо было очень сильное желание. Но, понимаете, вот в политике, кстати, в работе есть еще и личное. Я очень доверял Ульфату Мансуровичу и был уверен, что Ульфат Мансурович эту проблему решит. Просто не успел. Вот. И поэтому сейчас Сергей Николаевич, понятно, обладает кредитом доверия. Я очень верю, что он решит. Поэтому мы как договорились? Мы базово обсуждаем, взвешиваем плюсы и минусы, а потом уже Сергей Николаевич, соответственно, выдает юридическое решение. По парковой доме, так извините, что долго заходил, ну, в принципе, я считаю, что дом, не то что в принципе, я лично считаю, дом там строиться не должен. Сергей Николаевич тоже разделяет эту позицию. Насколько я знаю, он, по-моему, даже официальный ответ дал, что выдачи разрешения на строительство не будет. И вот здесь наступает самое важное. Но человек, в данном случае это, по-моему,
Жилстройинвестиции, по-моему, называется организация, Рабис Салихович, он уже провел большую работу, чтобы там начинать строить. Потому что ему все говорили в мэрии раньше, что это нормально, что перевели земельные участки из одной категории в категорию, что там теперь можно строить там 30-этажки. Он же все эти этапы прошел. И, по идее, он как бизнесмен, он должен сказать: ребята, вы там между собой-то договоритесь, что происходит. Но и здесь тоже надо, я очень надеюсь, мы найдем общий язык и в этой ситуации, но, соответственно, надо садиться и разговаривать, что, уважаемый Рабис Салихович, не надо строить здесь, услышьте нас, пожалуйста, стройте здесь, мы поможем вам вот этим, вот этим. Поэтому нам предстоит еще очень много диалогов и расшивания многих таких историй, где уже предполагается строительство тех домов, каких-то домов, которые строить там просто нельзя. Это большая работа, и здесь, конечно, помощь моя лично, как главы Грекова, нужна будет Сергею Николаевичу, и помощь правительства. Вопрос от журналиста по Градсовету. Очень мало информации. Будете ли вы в СМИ давать? СМИ мы, конечно, будем давать. Мы пока еще до конца не определили регламента работы. Мы его приняли, но буквально первые 2 заседания, которые я провел, вскрыли больше вопросов, чем я ожидал. Поэтому мы сейчас думаем о каких-то регламентах, как он должен проходить. Где-то в течение, наверное, января мы разберемся, а после этого информация о Градсовете, конечно, будет в доступе. Спасибо большое. Елена, заберу бразды правления обратно, потому что у нас на связи, мне подсказывают режиссеры, Альшеевский район, Раевка. Сейчас мы будем общаться с Ильфаком Фаризовым, это директор Альшеевской студии телевидения. Ильфак, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Все нормально со связью, так? Все отлично. Тогда ваш вопрос. Добрый вечер, Ради Фаритович. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Альшеевский район сельскохозяйственный. Сельхозтоваропроизводители района в этом году недополучили из федерального и республиканского бюджета субсидии на сумму более 31 миллиона рублей. Сами понимаете, для сельчан эта сумма вполне ощутимая. Например, на эту сумму наш район мог бы приобрести, к примеру, 3 комбайна Акрос 550. От этого зависят судьбы фермеров в районе. Вопрос такой, Ради Фаритович, можем ли мы рассчитывать в следующем году получить эту сумму? Цена вопроса 31 миллион рублей. Цена гораздо больше. По республике это под миллиард. Значит, просто объясню, в чем дело. Мы действительно приняли решение, и этот год, и прошлый год очень серьезно субсидировали сельхозпроизводителей на химизацию, на семена и на закупку техники. Мы сейчас в первую очередь закрываем, соответственно, то, что выплаты на химизацию. Но иными словами, вы же мне короткий вопрос задали, я вам коротко отвечу. Однозначно можете сказать своим коллегам, своим соратникам, товарищам и всем республиканским производителям, перед которым мы не рассчитались в этом году, все до единой копейки мы вернем. Более того, как только немножко, как говорится, придем в себя, эту программу мы разовьем дальше. Она показала себя очень-очень эффективной. Знаете как, есть люди, которые отдают долги, есть, которые не отдают. Вот я отдаю долги всегда, поэтому передайте им однозначно, и никого я никогда не обманывал. Получат они свои деньги, рассчитывайте на них, рассчитывайте. Спасибо. Да, спасибо большое. На связи с нами был Альшеевский район. Мы возвращаемся в нашу студию. Коллеги, с левой стороны от меня не так активные мои коллеги, но тем не менее, поднимают руки, пожалуйста. Я попрошу микрофон вот сюда. Представьте, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. Дмитрий Жбанов, радиостанция «Бизнес ФМФА». Вопрос по бизнес-шрифам. Вы в январе говорили, что с момента вступления в должность через год подождете и оцените их работу, да? Год уже, в принципе, прошел, и вы говорили, что можете и попрощаться с теми, кто не подтвердит свою эффективность. Как оцените их работу? Год прошел, действительно. Но, конечно, мне нужно будет больше времени, потому что, знаете, я не так плотно работал в это время с бизнес-шерифами. Не так плотно. Мы их, по понятным причинам, и собирать особо не могли, и, соответственно, взаимодействовать. Поэтому это все шло немножко вне моего такого сильного, пристального внимания. Поэтому я сейчас не могу судить
по людям, как это происходит. Чуть больше времени займет. Но совершенно точно, что сам институт, сам по себе институт, он там, где хорошая кадровая фигура, как в целом ряде, вот Нефтекамский очень сильный парень работает в Белебее замечательный бизнес-шериф, работает вот в Авзелиловском районе парень очень сильный. То есть там, где сильный человек, наделенный полномочиями бизнес-шерифами, там очень-очень полезный на самом деле институт, и мы его, безусловно, будем продвигать. А по кадрам потихонечку, вот не будем здесь, как говорится, дрова ломать. Не могли люди в это время особо себя, конечно, проявить. Время было направлено больше на немножко другое. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Ну, давайте останемся в этом крыле. Тасс хочет задать вопрос. Ильфат Радзибаев и Тартас. Ради Фаридович, также, вот, если про тему инвестиций, вы в 2018 году в ходе своего послания Госсобранию говорили о том, что работу сенаторов вы также будете оценивать с точки зрения вот, привлечения инвестиций. И хотелось бы поинтересоваться, вот, по-вашему, как они с этим справились, наши сенаторы? Погорячился я. Значит, наши сенаторы, депутаты очень авторитетные, очень серьезные люди. И ведь у них работа, конечно, прежде всего обеспечивать, держать весь каркас политической системы нашей страны. И они там многое делают и пользуются очень большим уважением. Гумерова Лилия Салаватовна одна из самых авторитетных сенаторов. Вообще она председатель комитета и наша правая рука в любых взаимодействиях с Министерством культуры, Минобразования, Минздравоохранения и так далее. Поэтому, кстати, многие вопросы, я надеюсь, по Уфе, по 405-летию мы в том числе, скажем так, хорошо и правильно используя ее служебное положение, будем использовать. С сенатором Ириком Ялаловым у нас тоже очень деловые взаимоотношения. Он старается и уже там не с одним ведомством мы вместе с ним встречались и работали, поэтому помощь от них, безусловно, идет в нашей республике. Депутатов у нас много, там очень по-разному. Есть депутаты, которые нацелены на результат. Вот Ильдар Бекбаев, это вообще, знаете, вроде бы военный человек, но он оказался настолько эффективным в сфере финансовых отношений, вот в сфере работы с Министерством финансов, вот так откровенно скажу, просто мы не нарадуемся, как он работает. Поэтому, знаете, как и везде, кто-то более активнее работает, кто-то менее активнее работает, но, конечно, мы будем думать, что следующий состав сенаторов, вернее депутатов, потому что сенаторы не будут в следующем году меняться, вот, мы посмотрим и усилим, наверное, какими-то людьми, которые будут еще более эффективно работать, чтобы приносили и деньги, и решение вопросов, и нормальная лоббистская деятельность была. Спасибо. Не могу не дать слово газете «Республика Башкортостан». Пожалуйста. Зинабиева. Микрофон, пожалуйста, да. Добрый вечер. Гузель Набиева, газета «Республика Башкортостан». Мой вопрос о медицинских кадрах. Если не ошибаюсь, еще в прошлом году, по-моему, вы поднимали сами этот вопрос. Было поручение главам муниципалитетов, чтобы они работали с молодыми специалистами и создавали там все возможные условия, приглашая на работу к себе. Но вот сейчас те, кто, скажем так, оказался в стационарах, убедились сами, что ситуация только усугубилась. Вот мы слышали, был призыв министра, он приглашал медработников из частных клиник помочь в работе ковидных госпиталей. Задействованы были студенты. Вот вы сами как оцениваете? Есть какой-то эффект от этой всей работы? И, кстати, интересно, кто-то из частных клиник пришел на помощь? Эффект, конечно, есть. Вот вы знаете, вот давайте вернемся в целом так вот базово к врачам. Опять же, вот возвращаясь там на 2 года назад, первая проблема, с которой вот, собственно, мы начали заниматься, это нехватка врачей. Нехватка врачей. И мы, кстати, 2019 год закончили очень-очень неплохо. Мы за 2019 год плюсом 580 врачей в систему здравоохранения привели. А каким образом это случилось? Вот я вам расскажу интересный пример. Я когда в конце 2018 года, в начале 2019 приезжал куда-то в район, и потом ехал смотреть больницу или там ФАП какой-то, и видел вот это все чудовищную разруху, я в голове говорил: тебе не стыдно?
глава, так, знаете, смотрел на меня очень удивленно всегда, говорит, нет. Я говорю, не понял тебя. Он говорит, это не наши полномочия. Это все имеет отношение к... Это действительно полномочия республики. Да? Система была... Я ее не критикую. Она была таким образом сложена, что глава не занимался этим вопросом. А я устроен по-другому сам. Это мое мировоззрение управленческое, что, ну как это... Вот, точно так же в республике нету, наверное, ситуации, за что бы я не нес ответственность, независимо, это федеральные полномочия, муниципальные и так далее. За все я отвечаю. Точно так же в муниципалитете все, что находится в своем периметре границы муниципалитета, отвечает глава муниципалитета. И первое, что мы сделали, и в том числе в контексте подбора кадров, это то, что глава отвечает за здравоохранение. И после этого, значит, мы начали убирать эти рваные диваны, там разбитые унитазы. Помните, вот первое, чем мы заниматься просто начали, прежде чем там масштабно начали реконструкции, многие ремонты делать, очень много денег туда влили. Вот, я помню, вот Елена Анатольевна здравчасы показывала вот эти чудовищные фотографии, где ну просто в чудовищных условиях люди лежали. Мы тогда к этой работе, мне кажется, подключили энергию глав муниципалитетов. И там, где глава... Я же не могу решить, понимаете... Я, конечно, могу, но я не для этого здесь. Я не могу решить проблему, чтобы глава, условно, Энского района какого-то, ну, чтобы в Энском районе появились там врачи. Это глава должен решать. И очень простыми методами. Хоть женись сам, хоть там, я не знаю, найди невесту или там мужа, там, обеспечь земельным участком, дай квартиру, садик, любовь, уважение и так далее. И вот я на одном из последних наших совещаний очень жестко покритиковал двух глав Стерлитамака и Салавата. Потому что два сильных города, но в одном, по-моему, они потеряли чуть ли не 57 врачей, а в другом 17. Я понимаю, это в Баймаке, например, да, где действительно ресурсов мало у муниципалитета. Но эти два города, вот ровно я считаю, потому что глава до конца не включил свою энергию. Он должен убеждать врачей, встречаться. Вы знаете, мы ведь пошли даже по какому пути, что глава, это прям под отчет, в конце каждого года едет в медуниверситет, встречается со своими, значит, земляками, которые учатся на выпускном, и, соответственно, их приглашает. Обещает им первое, второе, третье, четвертое. Там, где глава более искусный и более мотивированный, люди приходят к нему. Там, где глава, значит, не дожал, не доработал, вот такая история. А по-другому никак. В этот год мы, кстати, да, поменьше случилось. Вот знаете, по врачам, что я хочу сказать. Не может же вот в один момент врачей из там, 15 тысяч стать 25 тысяч, да? И что произошло? Нам большое количество врачей, которые занимались там, хирургов, онкологов, гинекологов, окулистов, переучивать, по сути, и направлять работать в наши ковидные госпиталя, потому что там нужно было в первую очередь. И у нас довольно большое количество людей туда ушло. Понятно, захромало тут же амбулаторное звено, тут же захромало первичное звено, тут же сократилось количество операций и так далее. Слава Богу, потихонечку мы из этой ситуации выходим. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, коллеги, кто еще? Вот у нас, если обратить внимание, Ради Фарич, это всегда у нас в республике Валиева, это самая журналистская фамилия. Вот у нас два Валиевых задавали вопрос. Давайте сейчас Руслана Валиева, шеф-редактор «Эхо Москвы» в Уфе. Еще и слово. подряд сидят, да? Рядышком. Да, мы рассадили коллег в алфавитном порядке, чтобы обидно не было никому. Ради Фаритович, вот коллеги упомянули выборы, а вы упомянули, что есть идея или, по крайней мере, мысли обратиться к идее референдумов на местах. В связи с этим вопрос вот касательно следующего года, когда действительно в нашей республике и по всей стране будут большие выборы. В последнее время бытует экспертное мнение, что интерес и внимание граждан к электоральным процессам упал. Ну, например, статистика последних сентябрьских выборов в муниципалитеты показывает, что явка людей довольно-таки существенно снизилась. Ну вот мы с коллегами наблюдали за ситуацией в Нефтекамске, она была, ну, прям скажем, катастрофически низкой, 15% от населения. То есть какая-то проблема, по мнению ряда экспертов. Возможно, эта проблема касается какого-то недоверия. Признаете ли вы, что есть проблема? Если да, то что предполагаете делать в этом направлении? Предполагаете ли вообще? Проблема, конечно, есть. Проблема явки на муниципальные выборы. Она есть. И
ну, много обстоятельств, людям, может быть, не так интересно, где-то, может быть, муниципальная власть не так активна. Это такая некая политическая, что ли, традиция. И вот вы про Нефтекамск говорите, про ряд других городов. А следующий год, он ведь немножко другой. 21 год – это выборы депутатов Государственной Думы. Я могу ошибаться, но мне кажется, выборы в Госдуму будут интересными. Потому что, ну, знаете, довольно такая живая политическая жизнь, очень много дискуссий, очень много активных политических новых людей появляется, политические партии появляются. Мне кажется, будут в этом участвовать, потому что... И вот вы знаете, Руслан, я знаю, что вы очень многое делаете на самом деле на ниве того, чтобы выборы были честными и прозрачными. Я вам за это очень признателен и бьетесь как можете. Ну, вызывает уважение. Вот в то же время я свято верю, что с каждым разом, с каждым проведенным выбором, мне кажется, они становятся все чище и чище. Понимаете, вот я же немножко, скажем так, ну, с участниками выборов, с общественными структурами на другой стороне всегда нахожусь. Я во власти нахожусь. И уж поверьте, мы же тоже, нас приглашают на совещания, и где-то мы разговариваем, и с коллегами я, соответственно, с политических структур разговариваю. Первое, что нам жестко говорят, вот чтобы не подвели, не испоганили выборы вот вашими глупыми действиями. Желание кому-то услужить там, и так далее и тому подобное. Поэтому я надеюсь, что... А это, с одной стороны, у людей появляется все-таки, на мой взгляд, больше веры, что все-таки туда можно прорваться. Да? Хотя это непростой тернистый путь. Для того, собственно, и выборы есть, что туда проскакивают люди очень сильно мотивированные, очень умелые и настойчивые. Поэтому выборы в Госдуму, наверное, будут более активными. Выборы, у нас же еще выборы в Горсовет Уфы будут, но они всегда были довольно конкурентными. Я думаю, что здесь тоже проблем с явкой не будет, мне кажется. Мне кажется так. Спасибо большое. Елена Анатольевна, есть вопросы? Ну, вопросов очень много, конечно, спасибо. Я, уважаемые телезрители, напоминаю, что вы по-прежнему можете задать вопрос вот, во время прямой пресс-конференции, в прямом эфире, который идет с правой стороны на экране QR-код. Нанесите, пожалуйста, ваш телефон на этот QR-код, вы перенесетесь на страницу Радия Фаритовича Хабирова и добавите нам, Радий Фаритович, еще больше работы. Хотя мне кажется уже, что иной раз, что все, уже больше некуда. Но тем не менее. Сейчас у нас 3180, уже 180 комментариев, достаточно много, на все мы не сможем ответить. Но обязательно, уважаемые жители, уважаемые телезрители, вы увидите все ответы на ваши вопросы там же, в тех же соцсетях, где вы их задавали, то ли на телеканале БСТ, то ли у Радия Фаритовича Хабирова. А сейчас, Радий Фаритович, несколько вопросов по благоустройству. Пишет Мария Захарова. Приезжала к тете Вагидель, удивилась отремонтированным дворам. Там отродясь такого не было. И к вам обращаются родники. Радий Фаритович, благоустройте наш двор в Нефтекамске. Мы сдали уже протокол и боимся, что программу свернут в этом году. Программа «Башкирские дворики». Значит, программа «Башкирские дворики», вот, наверное, ну, мы много разных программ проводили. Знаете, как интересно, она оказалась одна из самых живых и востребованных людьми. Начиналась она как-то еще до меня, и как-то первое время жители не очень даже верили, что вот, ну, будут такие, в общем-то, позитивные сдвиги. И сейчас даже во вкус вошли. Из плохого, что, опять же, я отвечаю на вопрос, что из-за того, что мы потеряли деньги в доходной части существенно, мы подсократили программу ремонта двориков. Вот, поэтому не то количество. В этом году мы сделали, если не ошибаюсь, порядка 400 дворов. Это, поверьте, ну, представляете, 400 дворов. Это вот окруженные домами. Вот на экране, кстати, у нас цифры, можно посмотреть сколько. 300. 306, да? Да. Это получается в прошлом году. 306, да. В прошлом году. В 2020 году у нас 380 дворов по всей Республике Башкортостан, в Уфе 74, а в городах и районах 306. Да, Всего 380. вот, и поэтому я что предлагаю, вот отвечая на вопрос, обязательно в ваш двор придем, в Нефтекамске, обязательно. Вот этот вот год, 21-й, не надо там сложа руки. За этот год надо вычистить проект этого двора, то есть договориться, где что будет, чтобы на ходу не менять, чтобы как только мы открываем финансирование в 2022 году, а мы там существенно, я думаю, увеличим, я очень верю, что мы поправим бюджет к тому времени, то, соответственно, сразу начнем ремонтировать. В этом году мы тоже делаем дворы, но, подчеркиваю, вернее, в 2021 году, но будет поменьше. Я вот просто хотел сказать одну вещь.
когда мы начали эту программу, вот вы знаете, очень интересное наблюдение мое. У нас не было культуры мягкого покрытия детских игровых площадок. Мне рассказывали мои коллеги, они ездили в Зелаирский район. В Зелаирском районе сделали первую площадку с мягким покрытием. И дети в Зелаирском районе, значит, приходили на эту площадку, аккуратно снимали свою обувь и заходили, босиком там бегали. Понимаете, вот такое... Непривычное. Да, непривычное и трепетное, очень уважительное, скажем так, отношение. А сейчас мы практически... Вот это очень, на самом деле, история. Мы практически не принимаем работы, если детская площадка не покрыта мягким покрытием. И вроде мелочь, да, но это вот такой некий маленький цивилизационный шаг к нормальному благоустройству наших территорий. Вот только что был в эфире комментарий. Рената Салихова спрашивала относительно платы за обучение на период дистанционки. Учится, по всей вероятности, вот уже мелькнул этот комментарий, в медуниверситете. Да не суть важно, где учатся студенты. Во время дистанционки немножко другая форма. Спрашивают, можно ли будет рассчитывать на то, что плата будет ниже. Вы обещали по-честному. Я по-честному. Решения подобного рода все-таки ректора принимают. Да, здесь я не могу такие решения принимать. Я думаю, что наши ректора это слушают. Но смотрите, опять же, во всем должна быть определенная справедливость. Это меда касалось. Кстати, мед в большинстве случаев он учился, потому что там довольно специфические процессы, дежурство, все прочее, аэропрактики и так далее. Поэтому действительно, если происходит, ведь платят за что? Платят за образовательные услуги. И если действительно фиксируется, что они получили меньше услуг, соответственно, нужно меньше и брать. А вот произошло ли уменьшение предоставления услуг образовательных, я не могу вот просто ответить сходу. Давайте так, я себе это помечу, да, вот коллеги меня помечают, вот особо пометьте, я с ректорами переговорю, потому что я слышал, и в ряде регионов такие разговоры были, но какой-то вот единой позиции мы не знаем. Очень активно весной задавали вопросы, сейчас пока не было, но позвольте я озвучу его относительно кредитов на обучение, потому что в период, когда пандемия была в яркой форме, изменились условия обучения, но тогда шли либо банки навстречу, либо на основании договоров принимали решения. Индивидуально это все-таки коммерческая услуга, если уж так подытожить. Радик Фаритович, вернемся к теме благоустройства. Благодарят вас жители за Первомайский зоопарк «Журавли» и спрашивают, что будет с озером Теплым. Значит, с озером Теплым замечательное, красивое место. Вы были там год назад, да, уникальное. Да? Значит, в 2021 году, вот следующий 2021 год, мы так договорились с Уфой, мы проведем там проектирование. Оно займет время, потому что, во-первых, сам по себе водный объект, он требует особого внимания. Там уже опять, как это бывает, уже где-то какие-то объекты рядом слишком близко, на мой взгляд, построили. Все это надо выяснять. Будет проектирование с учетом мнения жителей и так далее. 2021 год проектирования, 2022-2023 год будет, соответственно, благоустройство. Почему? Там территория очень большая, денег нужно будет точно очень много. И, соответственно, очень много видов работ. Поэтому мы растянем это на 2 года, но к 2023 году, я надеюсь, дай бог нам сил, как говорится, сделаем. А в следующем году уфимцев порадует уже Кашкадан. Мы, наконец, в следующем году завершим ремонт Кашкадана, этого замечательного озера. Я думаю, что жители будут очень-очень приятно удивлены, что там будет. Поэтому... вывезли там, насколько я знаю, в Кашкадане несколько десятков или сотен машин. Не сотков. Там вывезли. Мы приняли, меня очень сильно ругали, мы приняли решение. Для того, чтобы по-нормальному, по-человечески на года сделать, я попросил, осушите. И мы осушили Кашкадан, вы представляете, какой объем. А вот оттуда вывезли более 4000 автосвалов глины, грязи, грунта и так далее. Там сейчас будет замечательное озеро, где можно будет купаться. И, просто, я думаю, что это будет такая хорошая точка для этой части, для Сипайлова, для той части Уфы. Я уверен, там не протолкнуться будет. Спасибо, Рустам. Ничего личного, Радик Фаритович, но сейчас на связи с нами Ишимбайский район. Ишимбайский район, корреспондент газеты «Восход» Ольга Валитова. Ольга,
Вы на связи? Слышите ли нас? Здравствуйте. Да, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер, коллеги, добрый вечер, Ради Фаритович. Мне по роду своей профессии нередко приходится сталкиваться с проблемами инвалидов. В частности, родителям особенных детей приходится возить таких детишек на реабилитацию в отдаленные города, регионы. Знаю, что в республике идет строительство реабилитационных центров для инвалидов. В связи с этим хочу спросить, а возможно ли строительство в Ишимбае такого центра, рассчитанного на южную зону Башкортостана? Спасибо. Спасибо большое. Вот мы строим сейчас, вы правильно сказали, и строители обещают в 2021 году, то есть в следующем году, сдать нам один из самых таких нужных, это для меня один из первых объектов, которые я начал строить, это центр реабилитации республиканской на базе «Салюта». Там будет очень хорошо, вот прям очень будет хорошо, это будет суперсовременная история. Он будет обслуживать не только детей, которые живут в Уфе, это республиканский, это вот по нему решение принято, делаем. Вторым у нас на очереди стоит Сибай. Сибай, он делается для того, чтобы детей, которые живут за Урале, вот мы туда, чтобы далеко не возить. Третьим у нас на очереди стоит, пока не определили точку локации, но мы договорились, что где-то на северо-востоке республики, это где-то либо в Дванском районе, либо в Салаватском районе, мы там будем строить. Ишимбая пока в этой очереди нет. И я, ну, наверное, конечно, многих надо, и, конечно, мамочки с такими детьми нуждаются в такой поддержке, но мы не можем в каждом городе построить, поэтому ишимбайских детей, вот когда мы «Салют» забросим, по квоте будут возить, потому что он круглосуточный, с проживанием и так далее, «Салют», поэтому реабилитации будут проходить там. Пока вот мамочкам, многие знают, и мы с мамочками этих детей, мы, значит, приняли решение, у нас есть сертификат реабилитации, то есть мы не можем везде настроить, подчеркиваю, это не в наших силах, но мы даем сертификат на реабилитацию, то есть с этим сертификатом есть много частных социальных учреждений, которые вот именно занимаются реабилитацией ребенка. Поэтому это как бы некий такой паллиатив, что ли, для лечения детей. А так вот планы у нас такие. И я считаю, что если мы вот эти 3 объекта выполним к 2024 году, то я сам себе, по крайней мере, вот за это поставлю 5. Но и это еще так довольно сложно. Спасибо большое, Ишимбай, за ваш вопрос. Ольга Валитова была на связи с нами. Возвращаемся в зал. Пожалуйста, коллеги, Ленар Мингазов, независимая уральская газета. Добрый день, Ради Фаритович, добрый день, коллеги. У меня было несколько вопросов заготовлено, на первые 2 коллеги уже ответили, поэтому у меня 3-й такой вопрос. Недавно в соцсетях была ваша фотография, где вы в одном из торговых центров совершаете покупки. Она вызвала огромное количество споров, вопросов, действительно ли это были вы, ходите ли вы действительно в торговые центры. И с этим вопрос, ходите ли вы в торговый центр, и если ходите, то где вас можно встретить, скажем так. Можно я добавлю? Карина Владимировна приходила к нам на эфир на телеканал БСТ, я с ней лично обсуждал эту историю. Мне знакомые родственники звонят, спрашивают, это же фотомонтаж, он же не ходит в магазины сам лично. А меня удивило, что вопросы заготовлены. Вы же сами заготавливали ваш вопрос. Значит, такая веселая история на самом деле. Ну, конечно, я хожу в магазин, просто не так часто, может быть, и вообще люблю ходить в магазины. Но это другая была история. У меня дома живет такой одичавший от того, что не видит других детей маленький мальчик, поэтому я его иногда вот вывожу где-то с ним побыть. Ну вот куда сейчас пойдешь с ним? Ну, единственное, куда с ребенком вот я могу пойти, да, вот это торговый центр. И вот я собрался, взял его и пошел в торговый центр. И мы прошли практически по всей Икее, и когда подошли к кассе, мы набрали много вещей. Он очень любит покупать там лейки и так далее, такой хозяйственный подход. И, значит, когда подошли к кассе, маленький же еще ребенок все-таки, и он цепился в эту лейку и в одну игрушку. А там надо ее прокатить через сканер, чтобы заплатить за нее. Продавщица, а все это я вижу, что люди смотрят, хотя мы в маске, и от этого испытываю неудобства, потому что ребенок начинает капризничать.
Но в результате я с большим боем у него вырвался. Нет, он взял бутылку, железную баночку сидра почему-то. Я у него вырвал прям буквально силу из рук, заставил прокатить, но я же не могу идти. Схватил его и дал ему сидр. Думаю, успокойся. Он взял сидр, как грохнул его об пол. Хорошо, что он не раскрылся и всех не это сделал. И вот этот весь момент, оказывается, попал... А фотография чудесная, я прям храню. Почему? Попал момент, когда мой сын принял для себя решение вступить в последний бой, чтобы этот сидр не отдать, значит, это. И этот момент попал туда. Но после этого мы ездили в Мегу, после этого ездили мы в ряд в этих, но каждый раз, когда мы теперь едем, я у него спрашиваю: Фаритик, ты разрешишь, что это? Да, разрешу. Ты не будешь больше кричать, от папе стыдно? Нет, не буду. Все, мы очень мирно сейчас ходим. Спасибо. Коллеги, дальше вопросы. Вся Уфа, Азамат Инбердин давно уже тянет руку. Радий Фаритович, вы сказали, что у Сергея Грекова очень большой кредит доверия пока в статусе в Рио. Мне хотелось бы задать вопрос следующий. Какие ключевые показатели вы поставили перед новым руководителем, главой, будущим, надеюсь, нашего города? Что станет показателем через год, в 2024 году, и что получат жители Уфы в результате большого федерального праздника? И на что вы будете ориентироваться? Все-таки на мнение федерального центра или на мнение жителей нашего города, нашей столицы? Вы знаете, я бы... Федеральный центр мало интересует в плане, что там парки у нас или так. Знаете как, конечно, я буду ориентироваться и на то, что жители скажут. Он для этого и пришел. И не будем там смотреть на какие-то другие моменты. Кредит доверия, когда я сказал про свой кредит доверия. Ему еще предстоит заработать кредит доверия перед людьми, перед депутатами и так далее. Это отдельная часть его жизни будет. По сути, знаете, есть такая фраза досужая, типа «меня взяли под проект». Одним из проектов, и, собственно, одним из главных проектов, который он должен вести, это 450 лет образования Уфы. И это для него будет проверкой, потому что сходу в бой, как говорится, он уже начал погружаться. Посмотрим, мы же порой тоже ошибаемся. И я признаю, что у меня были очень разочаровывающие меня кадровые мои решения. Но не ошибается тот, кто не делает. Я надеюсь, что Сергей Николаевич, мы долго думали. Вы знаете, ведь для нас всех, я думаю, вы же в Уфе работаете, Ульфат Мансурович был большой потерей, все-таки, я считаю, не просто личной моей, он был потерей для Уфы, потому что человек был... Да, коллеги, давайте продолжим нашу пресс-конференцию. Следующие вопросы. Я вижу, что поднимают руки одни и те же, кто уже спрашивал. Фаил Камилович Фатхединов, газета «Кызылтан». Фаил Камилович, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. Радий Фаридович, продолжаем тему инвестиций. Как быть с районами, откуда после митингов ушли большие инвесторы? Например, русский медный комбинат из Хайбулинского и Абзелиловского районов. Ведется ли сейчас переговоры по возобновлению этих отношений? Знаете как, я сделал только одну ошибку в этом вопросе. Когда начались довольно такие острые, скажем так, выступления людей в Абзелиловском районе, в основном мы в Абзелиловском районе. Я очень жалею, что сам туда не поехал, потому что мне очень хотелось с людьми пообщаться, попытаться с ними переговорить и понять нерв этой ситуации. Потому что, скажем так, на Куштау я хорошо понял нерв этой ситуации. Там я не могу сказать. Знаете, очень противоречивую информацию получаю от того, что же там происходит. Где действительно воля народа? Понимаете, где действительно это желание людей. И... ситуация такова, что в результате такого довольно ожесточенного выражения позиции «нет», компания ушла оттуда. Но, знаете, как лицензия-то у нее есть, и я с ней предметно не разговаривал на это, но
ушло оттуда, считайте, порядка 40-60 миллиардов рублей. Что такое 46 миллиардов рублей? Ну, это много, так? Это, кстати, рабочие места. И, кстати, та же горная проходка, то же самое, какие-то тяжелые, может быть, там добывающие. То, что те же ребята с Абзелиловского района потом ездят на севера, и потом все нас критикуют. Вот создавайте рабочие места, наши дети работают на севере, семьи рушатся. Так вот они, рабочие места, которые пришли к вам. А из-за того, что вот мы друг друга, видимо, где-то не услышали, и, наверное, все-таки мы где-то внятно и подробно недообъяснили, мы получили вот то, что получили. Этот вопрос, я все-таки считаю, что точку невозврата не прошел. И я считаю, что компания имеет смысл вернуться к этому. Правительство республики подключиться к этому гораздо более сильнее и увереннее. И понять все-таки, что хотят люди. И вот здесь вот как раз то, о чем мы говорили, что референдум имеет особое значение. Почему? Потому что, знаете как, опять же, из той информации, которую я получаю там, значит, когда были определенные вот стычки, встречи и так далее и тому подобное, там что происходило? Ну, мне говорят, вот говорят, там вышло 100 человек, из этих 100 человек с этой деревни 2 человека, все остальные приехали. А какое имеет отношение люди, которые туда приехали? Они кто? Они так называемые, ну, давайте, там, пусть они экоактивисты, что они добиваются, какие у них цели, задачи. Поэтому нам надо вот разобраться в истинном желании жителей. И здесь вот вполне возможно, что после определенных консультаций для принятия окончательного решения вполне возможно нужно идти, может быть, и на референдум, и, соответственно, понимать позицию жителей. Я с точки зрения такой рациональной считаю, для нас это большая потеря, если они уйдут. Конечно, большая потеря. Это очень большой, хороший проект. Проект людей, которые умеют делать подобные проекты довольно экологически красиво, довольно организованно и безопасно. Поэтому, подчеркиваю, точки невозврата, надеюсь, эта история не прошла. Давайте девушке предоставим слово. Ольга Гуринова, «Российская газета». Ради Фаритович, на своей пресс-конференции президент России Владимир Путин сказал о вас как о молодом и эффективном руководителе. Молодости свойственно ошибаться. Вы сегодня несколько раз сказали, да, я здесь, вот ошибку совершила здесь. Скажите, пожалуйста, какие вы совершили ошибки в этом году и все-таки какие из принятых решений вы считаете эффективным? Ну, иными словами, за что стыдно, чем гордитесь? Спасибо. Сижу дома, какие же ошибки. Да, конечно, одна из моих таких больших ошибок была, я не так глубоко осознал ситуацию на Куштау. Что Куштау – это не протест, как в моем тогда понимании, какой-то такой инспирированный протест определенной небольшой группы людей. Нет. Вот Куштау за эти годы, соответственно, наверное, триггером этого явилось то, что сама история с передачей пакета соды была в глазах людей, большого количества людей несправедливой. И вот это все нанизано один на другом, это уже стало предметом мнения людей, мнения нашего общества. И я здесь просто ошибся в оценке этого, и это признаю. Вот это, наверное, моя вот, одна из ошибок. Из каких-то, знаете, были тактические ошибки. Вот... Ну, например, вот не то, что ошибка, мы же никогда не узнаем, была это ошибка или нет. Мы ведь, когда коронавирусная инфекция началась, вы видели, вот указ, который регулирует санитарно-эпидемиологические нормы, он уже вот такой толщины, по идее. Потому что каждую неделю мы вносили туда изменения. Люди, человек, не понимающий этого и думающий, что нам делать нечего, мы от суеты это вносим, это неправильно. Мы постоянно шли и мониторили ситуацию, и под текущую или под возникающую ситуацию регулировали те или иные процессы. Где-то, наверное, может быть, я не дожал. Может быть, где-то надо было мне там локдаун, там где-то, может быть, там, я не знаю, прям остановить все и так далее. Может быть, не знаю, может я, а может быть и нет. Поэтому вот они все из разряда каких-то сомнений. Вот, скажем, ошибку я вам сказал. Вот это была ошибка, и все остальное вроде как-то мы прошли более-менее неплохо. А из того, что из удачного, ну вот я вам вначале перечислил, вот
и наши какие-то действительно вещи, связанные с особой экономической зоной, Евразийским научно-образовательным центром. Вы знаете, даже то, что есть распоряжение президента о праздновании, это тоже большой труд вообще-то, понимаете? И там не во всех случаях такие документы появляются, и поэтому еще раз говорю спасибо президенту и тем коллегам, которые нас поддержали. Поэтому на самом деле мне кажется, что год был на самом деле, помимо борьбы с коронавирусной инфекцией, был вполне себе эффективный. Спасибо большое. Давайте еще один вопрос из зала. Артур Асафьев, Радио Свобода. Спасибо, что представили. Ради Фаритович, все-таки хочется знать, вот в чем была истинная причина того, что вы вывели Рауфа Рахимова, издателя портала «Профу», из состава Совета по правам человека. Ваша пресс-служба говорит, что она совершила нарушение этики члена Совета. Другая ваша подчиненная заявляет, что, причем ссылаясь именно на вас, что там в редакции образован штаб, который враждебно настроен даже не только по отношению к вам, но и ко всей республике, наносит ей подлый удар в спину. И я уж тогда расширю вопрос. Вот как вы думаете, вообще вот конфликты такого рода, они как-то вот у нас будут перманентны? Потому что иногда, читая официозные средства массовой информации, эти агентства Башинформ, некоторые другие, за ним, кстати, синхронно повторяют все муниципальные и многие республиканские государственные газеты. Вот, и иногда кажется, что пропагандистская машина ведет какую-то вот перманентную войну, причем находится не в состоянии защиты чего-то, каких-то ценностей, или скорее, наоборот, в состоянии постоянного нападения. Вот что вы думаете обо всем этом? Спасибо. Давайте я расскажу, на самом деле, как это все происходило. Вообще, по моему мнению, это идеальная ситуация. Идеальная ситуация почему? Потому что в итоге этой ситуации все остались довольны. Я остался доволен тем, что я вывел Рахимову из состава СПЧ. Я так считаю, сейчас объясню почему. Надеюсь, Руфа Гареевна осталась тоже довольной, что она вышла из СПЧ, потому что, как она утверждает, она хотела выйти. СПЧ тоже остался довольным, поскольку, по мнению СПЧ, по крайней мере, по мнению ряда членов СПЧ, они считают, что, Руфа Гареевна, наверное, ей действительно не нужно быть в СПЧ. Теперь отвечая на вопрос. Решение о выводе Руфы Гареевны принял я. И для этого у меня были очень серьезные основания. Вот вы знаете, если вы помните, когда мы формировали Совет по правам человека, это была моя просьба моим коллегам. Я говорю, давайте сформируем Совет по правам человека, чтобы там были самые, знаете, какие-то люди несогласные, с другой точкой зрения, самые ершистые, что ли, и так далее. И чтобы критиковали нас и так далее, и так далее. И, на мой взгляд, в этом плане уж, мне кажется, бесспорно, что Совет по правам человека сформирован из людей очень-очень, я бы сказал, критически настроенные к действующей власти в данном случае. Причина вывода. Был один очень интересный инцидент. Неожиданно я в средствах массовой информации читаю, что депутат Государственного собрания Дмитрий Чувилин подал на меня в ФАС, Российской Федерации причем. ФАС за то, что, обвинив меня в том, что я нарушаю законодательство, что я промышленный патриотизм, оказывается, ввел, и, соответственно, предприятия наши лоббирую и нарушаю тем самым антимонопольное законодательство. Я был искренне удивлен, думаю, так, потому что я считаю, что я абсолютно правильно действую. Во-первых, как глава республики, во-вторых, как вполне себе неплохой юрист в рамках законодательства. Потом у меня закралась такая мысль, думаю, где Чувилин Дмитрий, который тоже очень вполне оппозиционный депутат, но очень разумный человек, и который очень, кстати, отличается таким довольно продуманным подходом к многим вопросам. И у меня такая закралась мысль, что не подговорил ли его, как это часто бывает. И когда Дмитрию задали вопрос, слушайте, а все-таки это была ваша точка зрения, или вас, может быть, кто-то попросил, Дмитрий сказал, что его попросила Рахимова, или кто-то из ее помощников. Поэтому, знаете, мне показалось, что есть
точка, и есть как бы грани, которые, ну, переходить, на мой взгляд, нельзя. Критиковать меня можете сколько угодно. Я каждый раз говорю, есть две вещи, чего я не позволяю. Повышать на меня голос и оскорблять меня. А все остальное, у меня работа такая. Я публичная фигура, я политик и глава республики, поэтому меня нужно и надо критиковать. Но вот используя, вот, на мой взгляд, довольно подлый такой ход, если вы хотите на меня жалобу написать, но напишите ее фаст напрямую. Вы же там общественный деятель или кто там и так далее. Нет, вот используют депутата Госсобрания и, соответственно, бьют. Опять же, ну хорошо, хотите вы меня ударить, там, я не знаю, там, может обвинить меня в совершении, но вы же бьете по интересам республики. И вот здесь я подумал, что Совет по правам человека все-таки это та площадка, которая занимается защитой прав человека, а не занимается очевидной политической деятельностью, типа партии разбитых ожиданий. Да? Вот, поэтому вот, принял такое решение. Не жалею о нем. Ради Фаридович, уже есть информация, понимание, кто заменит Руфу Рахимову, и плюс у нас еще Алексей Зеликман, к сожалению. Да. Там, смотрите, я попросил своих коллег, когда будет формироваться, там же нет у нас ограничения. Я говорю, введите туда еще, у нас довольно много таких остро критикующих власть людей. Я говорю, заводите туда, и там будем вести. Поэтому, ну вот мне называли фамилию Рафика Дусалиева, там еще кого-то, поэтому в самое ближайшее время указ я соответствующе подпишу. И... А вообще в целом деятельностью СПЧ вы довольны? Год прошел, по-моему, как не работает. Знаете, мы очень неплохо поработали вот 2019 год. Потом я очень признателен СПЧ, что СПЧ в период куштауского кризиса выступил неким таким, ну, площадкой, где и те, и другие точки зрения решались, и они занимались проблемой и защитников Куштау, и, ну, в целом активно подключились, и я так зауважал вот многих членов СПЧ. Вот. Но потом вот опять же коронавирус, потом опять невозможность вот общения живого, что ли, и вот я нерв от общения с ними потерял. Но сам состав там довольно боевитый, и я считаю, что там потенциал еще не реализован. Надеюсь, что вот уже в следующем году мы так с ними еще и продолжим работу. Вот раз уже заговорили на эту тему, давайте ее закроем. Последний уточняющий вопрос. Очень часто вот люди, о которых вы говорите, что они жестко оппозиционно настроены против власти и против вас лично, очень часто ваши слова «своих не бросаю» используют в том числе и против вас. Но с точки зрения того, что вокруг вас якобы есть какое-то окружение, за которое вы будете биться до конца. Значит ли это, что и вот для вас есть и свои, и есть, значит, соответственно, чужие? И кто они, вот ваши свои? Вот смотрите, не знаю, поверят мне жители, там, вы поверите, не вы. Вот для меня свои – это башкортостанцы. Понимаете, я как-то сказал, вот для меня свои башкортостанцы. И мне кажется, я не давал повода, что, по крайней мере, там, когда я вижу проблему и вижу, что там СОС и нужна помощь, я руку помощи протягивал, как и глава, как и человек и так далее. Поэтому для меня это свои. Теперь по поводу вот этого контекста, когда свои не свои. Знаете, ну, наверное, каждый человек в силу разных причин кому-то доверяет больше, кому-то меньше. И жизнь-то так устроена, что те, которых, вот как я называю, свои, да, они-то, у них жизнь в некотором смысле, я ведь и требую с них так. Там, знаете, стулья летают, как говорится, когда я с ними разговариваю. Потому что все равно многие вещи в работе, они строятся на доверии. Доверие не может появиться сразу. Я увидел человека и пришел, и сразу ему говорю, не могу. Потому что цена такой моего легкомысленного подхода, а человек оказался не совсем готов или не совсем порядочен, она довольно высока. Поэтому, конечно, за это время проходит ситуация, когда я кому-то верю больше. Но сказать, что я позволяю им делать больше, чем какие-то другие, я тоже с этим не согласен. Я не могу сказать, что я чего-то им больше даю. Поэтому, да, наверное, проблема есть. Она просто, знаете, вот эта проблема своих, она меня
делает уязвимым довольно, потому что это одно из направлений постоянной меня критики. И все время вспоминают эту историю, когда на Куштау меня попросили, значит, типа вот уберите и так далее. Ну, ситуация такова, что, во-первых, я под давлением никогда никаких решений не принимаю. Вот, наверное, мое такое башкирское, что ли, нутро, что когда на меня давит, я только еще злее становлюсь. Конечно, не буду. Тем более, и во-вторых, за что и почему. Почему я сходу должен человека кого-то сдавать, как говорится. Да я сам себя уважать не буду. И даже те, которые потом меня, и, может быть, и просили, они бы и сами себя не уважали. А это все преподнесли так, что вот стоит народ, соответственно, а я и мои свои, да, это неправильно. Это... Ну, ловко разыгранная в некотором смысле история и постоянно критикуемая. Ну, переживем. Спасибо. А можно мне вопрос про своих? Я сейчас вмешаюсь. Да. Просто 18 вопросов сейчас относительно Ростислава Равкатовича Мурзагулова. Видели ли вы его клип, Ради Фаридович? Видел. Что скажете? Я был в отъезде, мне он очень не понравился. Я буду корректным, я все сказал в некорректной форме ему, когда я это узнал, и я получил очень много неприятных рецензий на этот клип от моих друзей, от моих коллег, от моих сторожилов политической жизни в Москве, типа, ты и так, что ли, теперь живешь, и так далее. Я считаю, что он нанес мне ущерб репутационный. Все это я ему в очень грубой форме высказал. Вот. Это недопустимо. Вплоть до того, что мы обсуждали еще одну деталь, что вот когда я как раз ему говорил, я говорю, нет, ты же все-таки, он занимается же публичной политикой, в некотором смысле, я говорю, мне далеко не интересно, что ты там как бы поешь, там пляшешь, может быть, и так далее. Но непозволительно это делать было, там есть момент, где это было в коридоре администрации, потому что вот так нельзя, мы же не можем, там кто-то другой захочет спеть и танцевать в здании администрации, мы его пустим. Нет, мы не пустим никого. Поэтому у нас с ним был на эту тему разговор. Знаете, у художника есть такая фраза, вот он мне это тоже сказал, говорит, я так вижу мир. Это его право. Я с ним не согласен, но не позволю, соответственно, наносить мне ущерб и ущерб республиканской власти. Это в ответ на вопрос про своих. Ведь Ростислав Равкатович Мурзагулов ваш, свой, член команды? Я уже боюсь это слово говорить. Да, свой. Ну, по-честному же, Ради Фаридович. Но опять же, я могу перейти на скайп-включение? Или да? Все, спасибо большое. У нас, вот, Рустам, просто... Я, когда шел на эту встречу, я ужасно не люблю формальных разговоров. Просто ценю свое время и время журналистов. Поэтому там, если какие-то есть вопросы, там, задавайте. Вот у нас же тут и государственные СМИ есть, и частные. Вот государственные СМИ-то меня чаще видят, наверное. Может быть, нам вот дать возможность именно тем СМИ. Наверное, надо пояснить, Ради Фаридович, что вопросы, которые задают коллеги сейчас по скайпу, это помогали собирать ваши коллеги, вот ваш пресс-секретарь Диана Ихсанова и коллеги предоставили возможность СМИ республики задать вопрос, и на этом остановились. Вот смотрите, разрешите, я вот так. Нет вот, что я предлагаю? Вопросов. Я что предлагаю? Вот я вижу, и вопросы там идут. Первое, вот тем жителям, которые обратились, и тем журналистам, что я обязательно сделаю? Вот все эти вопросы, которые поступили, мы их все возьмем и проанализируем. Элементарно для того, чтобы вот понять картину мира глазами вот людей, а не с глазами там 6-го этажа Белого дома. Обязательно. Те вещи, которые покажутся нам рациональными и вполне достойными, мы примем там к исполнению и будем их реализовывать. Те вещи, которые потребуют какого-то нашего ответа, мы такой ответ дадим. Поэтому я что предлагаю? Что у нас какое-то время есть, да? Что, может быть, вы зададите, ну не всегда так откровенно мы разговариваем. С некоторыми журналистами мы откровенно разговаривали, были такие моменты. Какие-то, может быть, базовые, системные, которые волнуют многих жителей. Понятно, у кого-то там частные вопросы и так далее, какие-то, то, что называется, системные вопросы. Если есть, я готов ответить на них. Спасибо, коллеги. Если вы не против, Ради Фаридович, все-таки вот мне подсказывают, что Мичелинский район на связи, все-таки республика, коллеги наши из районных СМИ тоже, у них есть свои вопросы. Гузалия Ахмедянова, главный редактор с телестудии «Урал». На связи ли с нами, коллеги?
Да, Гузалия, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста, Ради ваш Фаритович. вопрос. Здравствуйте, коллеги. Вопрос касаемо здравоохранения. Ввиду низкой оснащенности оборудованием и условий приема граждан в нашей центральной районной больнице, гражданам за получением диагностических услуг, услуг узких специалистов приходится выезжать за пределы района в Уфу. Так как наш район находится рядом со Свердловской областью, население за медицинскими услугами часто обращается и в соседний регион. Знаем, что готов проект по модернизации Центральной районной больницы. Реализация данного проекта позволила бы улучшить материально-техническое оснащение нашей больницы, создать условия для врачей, а также высвободить здание, которое можно перестроить в качестве жилья для медицинских работников. Это позволило бы привлечь в наш район дополнительные медицинские кадры. Хотелось бы узнать, когда проект модернизации Большеустекинской ЦРБ будет претворен в жизнь. Спасибо. Спасибо большое. Безусловно, знают проект. Это одна из, не первых моих поездок к вам в район. И мы там вместе с главой обошли и место, где больница, и место, вот то здание, которое под врачей. Действительно, заняло довольно много времени проектирования, практически год проектирования и прохождения экспертизы. Все сейчас готово, и надо побыстрее отправлять эти документы в РАИП. Как только в РАИП поступит, я думаю, после Нового года поступит, будем толкаться где-то на 2021 год. Денег уже точно нет, надо потерпеть. Мы на 2022 год, на 2022-2023 год в РАИП поставим. Там сумма довольно большая, но там обязательно построим. Я знаю этот проект и помню его очень хорошо. Вот буквально я помню, даже с пацанами там футбол поиграл. Поэтому, около больницы. Обязательно. А вот такая постановка вопроса. Как руководителю региона бьет по самолюбию, когда наши жители вынуждены ехать за медицинской помощью в соседний регион? Конечно. И хорошо, Вот если это все регионы по-разному, наши, да? все по-разному оценивают, но все люди разные. Вот мне бьет по самолюбию. Я с этим борюсь. Это не должно быть по самолюбию. Мы в одной стране живем, и просто тут, знаете, в чем проблема? Все-таки человек же туда не на аттракционы едет, он болеет, туда едет. А когда человек болеет, все-таки лучше дома проходить. Кстати, мы вот поэтапно начали ведь делать вот такие вещи. Вот хороший проект, он уже начал, офтальмология. Мы в 3 пунктах уже на границе нашей республики установили офтальмологические кабинеты. Вот в Сибае, установили в Ишимбае. Что это дает? Мы отметили, что по глазным операциям большой поток наших жителей, особенно живущих в южной части нашей республики, уезжали в Оренбург. Там сильный офтальмологический центр. Но ведь у нас 2 сильных офтальмологических центра. Поэтому мы что сделали? Мы сделали кабинеты, оснастили оборудованием. Приезжают врачи из нашего НИИ глазных болезней или Молдавского центра и, соответственно, делают операции. Что произошло? Сейчас к нам уже пошел поток. Понимаете, к нам начали приезжать лечиться люди. Такое же мы сейчас делаем в отношении, соответственно, операций эндоскопических и не эндоскопических, извините, по замене протезов, потому что это тоже очень востребованная операция, и наши люди выезжают за пределы республики. Мы таких несколько центров создадим. Здесь же выезжает бригада хирургов, делает операцию, и человек остается у себя. Наша задача все-таки максимально постараться, чтобы ту помощь, которую мы не можем в силу недостижения таких больших и высоких результатов, как, например, высочайшие московские клиники, чтобы все остальное мы делали в нашей республике, конечно. Спасибо. Спасибо, Гузалия. Напомню, на связи с нами было село Большеустекинское, это Мечетлинский район. Мы возвращаемся в зал. Коллеги, пожалуйста, одни и те же активности, одни и те же люди. Не могу не предоставить слово Элиза Савасина, пожалуйста, ufasobaka.ru. У меня такой вопрос, Ради Фаритович. Из Уфы очень много уезжает креативной молодежи. Причем я не про совсем прям молодых, а вот до 35-40 лет. Понятно, что в основном в Москву, в Питер. И понятно, что со всех регионов уезжают в Москву, в Питер креативные люди. Но у нас очень много уезжает. И причем еще в Казань сейчас начали ехать активно. Вопрос у меня такой. Видите ли вы эту проблему? И если да, то будете ли вы развивать вот этот креативный кластер для того, чтобы чувствовали себя комфортно, видели возможность развития и заработка? Мы понимаем, к чему уезжает, и это очень грустно. Мы как кузницы кадров здесь. Конечно, я эту проблему вижу и очень переживаю за это. Но эта проблема, она, знаете, она
не может решиться быстро, потому что уезжает по целой совокупности причин. Нету движухи в республике, вот им кажется. Экономика республики не соответствует их ожиданиям и так далее. Поэтому здесь просто нужно работать и работать. Когда поправим экономику, когда она будет более устойчивой, более богаче начнем жить, более повысятся зарплаты, рабочие места интересные, среду вокруг нас сделаем такую, что можно было бы вот вау, да, и сделать. У нас, ну, элементарно, вот, понимаете, начали потихонечку в наших городах появляться такие красивые места, площади, там, парки и так далее, где действительно приходишь и так и смотришь, и хорошо, и здорово. Поэтому это такой комплексный подход. Отток такой есть. Он пока не остановился. Но вот я все-таки считаю, что в какой-то момент он остановится, еще к нам приток будет. Вот. А по студентам, вот я про студентов что хочу сказать. Знаете, жизнь так устроена, наши лучшие студенты, они уезжают действительно поступать в вуз. И это очень-очень правильно. Потому что вузы Москвы, Питера, там, той же Казани очень высокого уровня и так далее. И они получают там хорошие знания. Я мальчишка тоже, кстати, школу закончил в Ишимбайскую, я тоже поехал поступать в Москву. Но, слава богу, я не поступил и вернулся. Вот. Вопрос другой, что мы должны создавать здесь условия не для того, чтобы дети не уезжали. Они все равно будут уезжать, и это правильно, чтобы они потом возвращались. Вот этого добиться надо. А это, опять же, ровно тоже. Смотри, ответ первый. Экономика, окружающая среда, соответствующая атмосфера движения в республике. Да, коллеги, следующий вопрос. Пожалуйста. Вот нам говорят частные средства массовой информации. У нас здесь половина частных СМИ. Кто еще не задавал вопрос? Но все-таки давайте, хорошо, государственные все-таки. Мы не можем не уважить ВГТРК, крупнейший медиахолдинг. Анвар Аслямов, пожалуйста. Ради Фаритович, добрый вечер. Продолжим тему. На уровне республики все же планируется ли какая-то программа по содействию и трудоустройству вот студентов, которые уезжают, чтобы оставались, возвращались на родину, ну и по возможности обеспечивались жильем? Нет, такой базовой программы не будет. Вот знаете, вот помните, раньше была история, то, что называется молодые специалисты. Там, когда человек заканчивал, значит, устроился на работу, 3 года, квартира и так далее и тому подобное. Да? Она, кстати, тоже не была столь безоблачной, как ее нам сейчас мы иногда представляем. Такой не будет. Вопрос другой, что, вот опять же в развитии, что мы должны научиться работать вот с этими ребятами. Вот мы приняли для себя простое решение. Вот опять же, вот у меня же инструментарий какой? Я сам, правительство и глава муниципалитета. Вот весь мой инструментарий. И мы договорились, глава муниципалитета должен обеспечить 3 касания в год. Это смешно иногда выглядит, да? Но это работает. 3 касания в год в отношении своего выпускника, условно с Балтачевского района, который уехал в Питер. Первое. Глава уже начинает чесаться. Ага, во-первых, он должен понять, кто у него учится в Москве, Питере и так далее и тому подобное. У него уже в голове картина. Второе. Он смотрит, какие специальности. У нас уже были факты, когда наши главы муниципалитетов ездили там в Московский первый медицинский университет, потому что там у них несколько ребят работают. С ними встречались и говорили: ребята, приезжайте сюда. Жизнь ведь так устроена, что иногда для того, чтобы молодой человек приехал на родину, совсем не обязательно ему сказать: вот на тебе квартира и так далее. Иногда ощущение того, что его там ждут, что он там нужен, и, по крайней мере, первое время ему какая-никакая будет поддержка, очень сильно работает. Поэтому мы договорились, 3 касания мы должны делать. Ну и в целом вот такая постоянная работа, включая землячество, включая энергоглав и так далее, включая энергию. Мы там первый раз в 2019 году, в 2020, понятно, не провели. В 2019 году мы провели такой, или в 2020 провели, по-моему, первый раз, такой, знаете, такой вечер для выпускников всех вузов в Конгресс-холле. Мы там собрали, потому что у нас была задача сказать им, что вы наша гордость, что вы наше достояние, что мы вас очень любим и очень ждем. Поэтому просто вот даже вот такую работу, такую, может быть, надстроечную, поверхностную надо провести. Мы занимаемся. Я уверен, она будет работать. И эти ребята, какая-то часть будет возвращаться. Какая-то часть нет, не будет возвращаться. Они будут расти там, они будут вырастать, и они будут становиться большими людьми, известными деятелями наук, культуры, искусства, политики. Будем гордиться. И все, это жизнь, это естественно, это нормально.
Спасибо большое. Давайте продолжим. Количество рук неизменно. Ну, давайте «Комсомольская правда» у нас сегодня здесь есть же, да? «Комсомольская правда», пожалуйста. Павел Крайнов. Добрый вечер, да, Павел Крайнов, «Комсомольская правда». У меня два таких вопроса будут. Во-первых, хотелось бы узнать, Ради Фаритович, вы находитесь ли вы на связи постоянно со своими предшественниками Рустемом Хамитовым и Муртазой Рахимовым? Может быть, по каким-то вопросам с ними советуетесь? Ну и второй вопрос такой. Хотелось бы узнать, вот, конечно, Новый год, время как бы все негативно оставить в старом году. И хотелось бы узнать, вот за 2 года работы для вас какие все-таки самые неприятные и негативные моменты были в вашей работе, которые хотелось бы забыть? Что так много сегодня про негатив? Да. Значит, по предшественникам. Ну, ни для кого, по-моему, не секрет мое отношение к Муртазе Губайдуловичу. Оно у меня в сердце, оно у меня в душе, оно у меня в голове. Мы же так устроены, вот и старые еще, если у нас есть наш учитель, наш старший товарищ, мы это вот, несмотря даже где-то, может быть, было непонимание, мы это храним до конца. Поэтому это у нас есть, конечно. И Муртаза Губайдулович, он так сейчас спокойно такой образ жизни ведет, он больше погружен как-то вот в семью, и периодически мы общаемся, конечно. Периодически общаемся. Но маленький секрет открою. Прошлый год мы даже еще сидели у меня в кабинете, тихонечко выпивали. Вот. В этом году все немножко, сами понимаете, сложнее. И побаливал Муртаза Губайдулович. И вот потихонечку жизнь она идет, и у нас такие добрые отношения. И он где-то мне подсказывает, где-то по людям подсказывает, где-то просит обратить внимание вот на ту или иную ситуацию. Мы принимаем это всегда к исполнению. Вот. С Рустемом Хамитовичем мы реже общаемся. Безусловно, мы с уважением друг к другу относимся. И мы когда с ним, наверное, один из самых обстоятельных разговоров у нас состоялся, когда вот после того, как произошла замена, очень подробно я попросил его рассказать, вот, какие вот места есть, которые нужно вот обратить внимание, какие проекты на марше, какие есть задумки. Его записи у меня до сих пор вот в выдвижном лежат, я периодически смотрю и сопоставляю, вот правильно ли мы идем, потому что там тоже довольно глубокая проработка некоторых вещей была. Вот, поэтому я считаю, что вот это ровно тот случай, когда мы потихонечку научимся передавать власть. Вот пришел, ты ушел, ты работал, может быть, даже где-то ошибался. Наверное, когда я уйду, где-то что же у меня там череда ошибок какая-то будет, да, неправильных решений. Но я работал, да, я не подлечил там и так далее. Поэтому я бы хотел тоже, когда я уйду, чтобы следующий человек пришел с уважением, все-таки относился хотя бы к базовым каким-то вещам. Поэтому, на мой взгляд, вот в отношениях, по крайней мере, мое отношение к Муртазе Губайдуловичу, к Рустему Хамитовичу, оно ровно на этих принципах строится. Сказать, вот вы говорите, за что стыдно. Ой, вот не стыдно. Ну и отлично. Да. И не надо. Вот я читаю, идет эфир, я читаю вопросы вот наших жителей. К некоторым хочется очень серьезно примкнуть, потому что болевые точки, они касаются в том числе и каждого из нас. Меня, в частности, Елена Анатольевна. Это вы мне уже передаете, люди? Да, потихонечку Я слово? передаю вам слово, да, потому Ради что давайте Фаритович, послушаем, что вы вопрос от жителей. Спасибо, Рустам Шадович. Наиль Сатаров спрашивает, что за стройка под окнами Белого дома? ЦУР. Да. Везде таблички. Мы действительно, наверное, как-то вот опять тоже где-то... Иногда мы что-то делаем и плохо об этом говорим. Действительно, вот если смотреть со стороны моста, мы там начали строить одно каркасное сооружение. Опять же, по технологии, то, что мы строим наши госпиталя, нам этот метод понравился, он очень эффективен. Вот, мы там строим ЦУР, Центр управления регионом. Практически вся информация, которая будет стекаться, пока стекается в разные точки, начиная вот с инцидента, чем занимаются и жалоб граждан, и обращений там, к Елене Анатольевне, и завершая там количеством там, вывоза мусора в том или том объекте, вот эта вся информация будет стекаться в ЦУР. Потому что мы живем в веке цифровизации, и
цифровизации. Поэтому это позволит нам понять картину мира, что у нас в республике происходит. А когда мы понимаем такой большой объем информации, который там будет, мы будем принимать правильное решение. Вот простой пример приведу. Вы знаете, ну, например, условно говоря, в Баймаке перестал работать значит, КТ, да? А в Сибае их стоит 2, вернее, наоборот, там, в Сибае перестал, а в Баймаке их стоит 2. Тут же дается сигнал, истекается информация, что вот там КТ работает с 9 до 2, а там работает с 9 до 9 утра. Или круглосуточно. Поэтому вот эти перетоки даже людей, вот очень много вопросов решают, вот даже выравнивание обращений, маршрутизация, подчеркиваю, вот жилищно-коммунальные вещи, все связанные, платежи и так далее. Поэтому этот СУР, сразу хочу сказать, что когда мы его проектировали, мы себе сказали, что каждый из нас, родившийся в Башкортостане и мальчишкой по дороге, проезжающей в Уфу, проезжая аэропорт, значит, глазами выискивал, когда появится памятник и Белый дом. Поэтому он не будет нарушать архитектурный вид Белого дома, он ниже будет, вы видели, да, и там будет вот объект, он архитектурно и эстетически будет полностью совпадать с архитектурой нашего Белого дома, ни в коем мере не нанесет, но это вот будет такой центр управления регионом. Райфович, коллеги-журналисты задают вопрос, это что, дополнительно вы платите чиновников? Нет, никаких дополнительных ставок не предусмотрено. Это проектный офис, в котором будет сконцентрирована сила и энергия. Распределение внутри правительства и администрации главы, и, соответственно, там... Райфович, еще один вопрос, позвольте. В Сибае залили в парке каток, и там бесплатно можно прийти покататься, но во многих городах и селах катки за деньги. Я же об этом говорил, я попросил глав муниципалитетов обеспечить, чтобы хоть один каток, большой хороший городской каток был бесплатным. Понятно, когда там есть все связанное с прокатом, прокат, пожалуйста. А кто пришел своими коньками, пусть заходит, катается. Но я думаю, главы меня услышали. Мы перепроверим это в течение завтра, послезавтра перепроверим. Вопрос от вашего очень активного члена Совета по правам человека Вилли Тухватуллина. Сквер Гвардейский в плачевном состоянии. Ему на основании документов сейчас присвоит имя Мугина Нагаева. Кто за ними как будет ухаживать? Ну, во-первых, мы немножко возьмем паузу с этим. Там навести еще более порядок надо в этом сквере, чтобы он действительно носил имя этого человека и было не стыдно. Поэтому там будет порядок. Я думаю, что вот за летний сезон 2021 года мы сделаем. Новый год как будете встречать, спрашивают опять вас жители. Уже отвечали на этот вопрос? Да. Дома? Дома, да, с семьей. Елена Анатольевна, позвольте, сейчас мы, коллеги, сейчас еще одно включение. Раскрою секрет, последнее включение. У нас на связи Баймак. Мы не могли сегодня за Урале не послушать. Альфия Хамитова, редактор местной телекомпании Баймак ТВ. Альфия, здравствуйте. Хайырлы кеш, Ради Хайретович, хайырлы кеш, хурматлы коллегалар. Баймактардан сизге зор сәлам. Альфия, ваш вопрос я попрошу, если можно, короче, потому что наше время в эфире не бесконечное. У меня два вопроса. Первый вопрос. В нашем районе проживает 710 ветеранов боевых действий, и многие из них не могут решить свои жилищные вопросы. Можно ли на законодательном уровне добавить их в льготную категорию граждан для получения бесплатных земельных участков? В районе земля есть, местные депутаты поддержат. И, может быть, сразу второй вопрос. И второй вопрос, Радик Фаритович, вы ответили уже коллеге из Нефтекамска про заработную плату местных журналистов. Да, спасибо большое, это нас тоже тревожит. И вопрос о доступности районных газет и муниципального телевидения. Цена на подписку на полгода на Баймакский вестник и Сакмар составляет больше 1000 рублей, а республиканские издания намного дешевле. Наша телестудия вещает на канале «Салям», и нас могут смотреть только телезрители, пользователи Ростелекома. Абонентская плата составляет 560 рублей, и это очень дорого для зрителей. В республике имеются и другие провайдеры, пользователи которых за эту же услугу платят значительно меньше. Можно ли сделать местные СМИ еще доступнее? Спасибо. Спасибо большое.
не отвечу сейчас на второй вопрос. Давайте вот я заберу его на проработку, более глубоко вникну и обязательно обратную связь я дам. Обязательно вникну и разберусь. Вот даже я не до конца понял, о чем речь. Значит, то, что касается боевого братства и участников боевых действий. Вот земля-то есть. Вы знаете, вот парадокс, что земля без коммуникации, она ничего не стоит, она никому не нужна. А когда возникает вопрос о коммуникациях, это уже совсем другие деньги. И ситуация сейчас такова, что в отношении даже тех льготных категорий населения, как, например, многодетные семьи, да, мы свои обязательства не выполняем по предоставлениям земельных участков. У нас очередь такая стоит, именно поэтому мы пошли на замещение, нам это будет проще решать, на замещение выделения земельного участка, соответственно, денежной компенсации. То есть я к чему это говорю? Я этот вопрос обязательно проработаю. Я изучу вообще статус более глубоко. Честно признаюсь, глубоко его не знаю. Глубоко те, какие существуют, соответственно, льготы, и посмотрим. Потому что еще раз вот на ходу плодить еще одну категорию людей, которые станут в очередь и там до седин будет ждать, а земельный участок не выделится, это ни им нехорошо, ну и нам нехорошо. Поэтому я должен понять, какой статус, сколько их и, соответственно, сколько это нам будет стоить. Я этот вопрос обязательно проработаю. Спасибо. Спасибо, Баймак. Спасибо за вопросы. На связи была Баймакская студия телевидения. Мы возвращаемся в зал. Вопросы из зала. Вот я смотрю, кто еще не задавал эти вопросы. Пожалуйста, Олеся Вильданова, Уфа-Сити. Добрый вечер, Уфа-Сити Ньюс. Радий Фаритович, традиционно люди к Новому году составляют списки желаний. Не знаю, есть он у вас или нет, но если бы вы такой список писали, что бы вы в нем написали? Спасибо. Кому написал? Список желаний. Список желаний. Список желаний. Но он такой, у нас есть традиция, что каждый год, вот в Новый год мы с Кариной берем открытку и, пряча друг от друга, мы пишем, что бы мы хотели случилось в этом году, ну, в следующем году. Потом, когда следующий год вот наступит, завтра, соответственно, мы вытащим те открытки, которые писали в этом, и посмотрим, сбылись или не сбылись. Вот, ну, это такая личная история, наверное, у многих есть. Конечно, желание у всех типичное. Живы, здоровы, чтобы были родные, близкие. Вот. Спасибо за вопрос. Пожалуйста, Мурат Зарипов, ВГТРК «Спецкор». Да, добрый вечер. Комментируя работу, вернее, даже недоработки членов регионального правительства, вы неоднократно отмечали, что не хотите и не собираетесь краснеть перед президентом и перед федеральными министрами. Вот за этот уходящий год за кого, за что вам пришлось вот конкретно в этом контексте краснеть, если, конечно, пришлось? Спасибо. Знаете, у нас были вопросы и к министру строительства, и к министру транспорта, и к министру жилищно-коммунального хозяйства. Причем самые-то обидные были вопросы, знаете, какого свойства. Я почему горячился и почему этих наших коллег не содержательного даже плана. Где-то ведь федеральное правительство выделяет нам деньги. Там мы добиваемся каких-то проектов и идет финансирование. Это самая тяжелая, на мой взгляд, часть работы, чтобы вытащить эти деньги. А потом начинается вот все связанное с тем, что вовремя не провели конкурентные процедуры, значит, не обеспечили, чтобы действительно пришли нормальные люди, чтобы контролировали ход выполнения работ. И к концу года мне вдруг приходят и говорят: Радий Фаридович, а у нас вот не освоение, там 100 миллионов рублей. И здесь, конечно, начинаешь скипать, потому что эти 100 миллионов рублей таким трудом добытые, так нам нужны, в случае их неосвоения возвращается в федеральный бюджет. И оттуда к нам могут не прийти. Понимаете? Поэтому, начиная буквально с середины каждого года, федеральное правительство, там отраслевые, начинает вот периодически на всевозможных видеоконференциях, соответственно, с глав спрашивать, как у вас идет. Я каждый раз смотрю, есть ряд регионов, где ну каждый раз зеленая зона, каждый раз зеленая зона. А у нас нет, раз по ЖКХ ситуация пролетела, там по очистным сооружениям не отработали. Значит, по Министерству транспорта большие у нас были споры Бирск-Тасту-Басадка. Мы там вытащили 1 600 000 000 денег дополнительных.
миллиард 600. Слава богу, мы решили этот вопрос, но чего он нам стоил, да? Поэтому вот за это в основном. А вот сказать, чтобы я краснел за какого-то министра содержательно, что какой-то глупость или там какой-то неумеха или непрофессионал. Нет, вот этого нет. Но вот это очень такая болезненная довольно история. И поэтому я, собственно, сказал, и министры слышали, что следующий год, если опять это будет происходить, ну, будем тогда, наверное, как-то потихонечку там, менять местами, что ли, искать других людей. Спасибо. Нам потихонечку нужно завершать, коллеги. Время в эфире завершать. Ну вот, Станислав Челнинцев, кто еще не задавал вопрос, Бизнес ФМ Уфа, пожалуйста. Добрый вечер. Мой вопрос связан с ограничением по видам деятельности в связи с пандемией. Я сейчас говорю о ресторанах, о концертных площадках, о концертной деятельности в целом, об ивент-индустрии. Это большой достаточно пласт. Очень жесткие ограничения по деятельности, но при этом работают торговые центры, где достаточно большое скопление людей. Вот как вы считаете, насколько логичны и оправданы эти ограничения, и будут ли в следующем году какие-то послабления для этих видов деятельности? Ну, знаете, я поспорил. Мы ресторанам такие дали послабления, что, по-моему, ни один регион не дал. Мы позволили ресторанам 31 декабря работать всю ночь. Там, в последующие дни там, и предыдущие дни работать, по-моему, до 2 или что мы там приняли решение. То есть мы, наоборот, мы дали столько помощи. И это ведь на нашей совести. Если люди сейчас начнут заражаться, они обязательно начнут заражаться. Но просто мы исходили из простого соображения. Ну, закроем мы эти рестораны в ночь. Но ведь все равно люди пойдут в эту новогоднюю ночь. Все равно где-то, значит, обниматься будут и праздновать и так далее. Поэтому это первое. И плюс еще мы как бы просядем рестораны. Вот. Это вот то, что ресторанов. Концертная деятельность, театральная, культурная деятельность. Но мы тоже же исходим, понимаете, если бы мы знали заранее, как все будет, если бы мы предвидели все и понимали, что вот эти действия совершенно точно приведут к тому, а эти нет. Поэтому мы больше по наитию и по уже тому скопившему опыту действуем. Ну, там какие соображения? Там, ну, там процентное соотношение заполнения, ну, не такие уж, мне кажется, мои драконовские меры. Поэтому, знаете, мне кажется, вот мы-то в республике как раз довольно много дали возможности каким-то образом выжить это время. Поэтому вот я бы так сказал. Спасибо. Давайте вернемся к вопросам в социальных сетях. Наверное, уже последний блок. Елена, пожалуйста. Радик Фаритович, вы, коллеги, заговорили про министров, заговорили про коллег других. Задают жители вопрос. Спасибо за молодого главу Татышлинского района и за молодого главу Нефтекамска. И спрашивают, не прикрываете ли вы глав, если они не тянут? Если не тянут, нет. Много глав поменяли, спрашивают? Вот честно скажу, если не тянут, нет. Если воруют, нет. Но если они испытывают определенные проблемы с определенными структурами, и я не вижу, что он воровал, я за них бьюсь. Хороший вопрос. И последний вопрос. Позвольте, вы хотели стать биологом? Говорят наши жители, видели в одном из СМИ ваш комментарий. Да. Да, хотел стать биологом. Почему не стали? Юрист от биолога очень далеко. Если честно, знаете, вот побоялся. Потому что все детство была мечта поступить на биофак МГУ и стать с Гуриди, а потом Песковым. Знаете, с Гуриди был, который... Дроздовым. Вот, смотрите, по Фрейду. Вот, значит, хотел стать вот таким. Потом как-то в свои силы не поверил и решил поступать на другой вуз. Слава богу, не поступил. Ну что ж, спасибо. Зато вы у нас глава региона с юридическим образованием. 5008 комментариев у нас сейчас суммарно на страницах телеканала БСТ, на страницах ваших, Радик Фаритович. На все эти комментарии обязательно мои коллеги из Управления по социальным коммуникациям, коллеги из министерства, из районов ответят там же, на тех же страницах, где вы задавали вопрос, уважаемые телезрители. И хочу сказать, Радик Фаритович, что было очень много вопросов, и больше всего, как ни парадоксально, про благоустройство и про капремонт. Это вот мои коллеги подсказывают по статистике.
И я должен сказать, коллеги, что наше время в эфире неумолимо движется к своему завершению. Я, Ради Фаридович, с вашего позволения, одного из сторожил нашего медийного корпуса республики не могу сегодня не поздравить от всех нас. Фаиль Камилович Фатхидинов, главный редактор газеты «Кызылтан», у него сегодня день рождения. Давайте его поздравим. И с вашего позволения, все-таки последний вопрос опять оставлю за собой. Вы 2 года назад, когда пришли работать в республику, у нас главный хэштег в социальных сетях появился, это хэштег «Дома». Вот и все эти 2 года это главный хэштег у нас в Башкортостане. Понятно, что дома, понятно, что это родной дом, но вот спустя 2 года, как вы себя ощущаете дома? И что вы думаете, самое главное, что нужно сделать для того, чтобы нам всем башкортостанцам в этом нашем общем доме жилось лучше? Ну, конечно, я ощущаю себя дома, все больше и больше дома. Причем у меня вот это ощущение новизны, ощущение того, что я дома, оно, понимаете, оно для меня не стало таким повседневным, потому что, вот честно признаюсь, у меня за эти 2 года не было времени, я иногда сам себе это говорю, не было времени сесть и помедитировать, и себя полоскать, вот так вот, почесать себе голову, там, я глава республики, я дома, все хорошо. Нет, нету времени вообще на это. Поэтому вот я думаю, что вот это ощущение есть. Вот. Последние ваши слова в адрес жителей республики перед Новым годом. Последние имею в виду в этом эфире, в сегодняшней пресс-конференции. Я прежде всего все-таки хотел поблагодарить журналистов, потому что очень важная, очень нужная работа, это тоже своего рода миссия. Добиваться своего. И поверьте, многие вещи мы делаем правильно, потому что понимаем, что есть такой догляд, надзор, такой иногда добрый совет, иногда жесткий совет. Поэтому спасибо за ваш труд и всегда говорю, что спасибо вам огромное за вашу работу. Уважаемые жители нашей республики, уважаемые жители, которые задавали вопросы, очень признателен за них. Подчеркиваю, что я их обязательно все систематизирую, отработаю, это я вам точно говорю. А все-таки сегодня предпоследний день уходящего года. Я всех благодарю, что мы этот год прошли все вместе. Этот год был настолько сложный и тяжелый, что пройти его мы могли только вместе. Я совсем не, так сказать, наивный человек. Понятно, есть внутренние противоречия и так далее. Но вот как общество мы, я считаю, были вместе. Это самое-самое главное достижение и самое главное, с чем мы войдем в 2021 год. Потому что впереди нас вполне возможно ждут еще испытания. Может быть, даже еще тяжелее будет. Но если вот мы так организованно, так по-человечески, с взаимовыручкой войдем в этот год и проживем его, у нас все будет неплохо. Всем мира, добра, крепкого здоровья. Спасибо вам всем огромное. Спасибо большое, Ради Фаридович. Спасибо, коллеги. Спасибо, уважаемые телезрители. Это была пресс-конференция главы Башкортостана Радия Хабирова в прямом эфире основных телерадиоканалов Башкортостана. Всех с Новым годом наступающим, мира, добра и благополучия. Спасибо. Спасибо. До свидания. Побудьте немножко.